Ассаламу алейкум, друзья, витаю вас. Сегодня 12 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Сейчас 15 часов 12 минут по Берлину, 16 часов 12 минут по городу Джохару, бывшему Грозному. И я вас всех сердечно приветствую. Ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Итак, начнем, друзья. Сегодня снова у нас, как обычно, незапланированная утренняя программа. Почему это не увеличивается? Странно что-то, да? Сейчас, одну минутку, друзья. Так, 12 марта я сказал, дату я сегодняшнюю сказал. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам, маршал, зайди салам, маршал, хуйль, Шамсад, Иван, приветствую тебя, витаю, дорогой. Так, вітаю всех людей доброй воли, а тому ж інших. Дякую, Иван. Спасибо. Так, посмотрим, что у нас. Как идет вещание. Чуть-чуть камеру нагнем. Вот так поставим ее. Да. Да, помните, когда Залужному сказали, вы хотели бы на танках проехать? Он такой, да. Да. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум салам, Валан. Так что вот так вот он сказал. Так, Адыгея Черкес, Демократ, Тамерлан. Все. Ва алейкум ассалам, вежали. Я вас всех сердечно приветствую. Ассаламу алейкум, Аслан, здесь Ичкерия. Супер просто. Так, Машойль, витайся, так, Аслан. Все отлично, друзья. Все отлично. Сегодня я вам напоминаю, друзья, еще в начале своего этого стрима, еще потом постараюсь не забыть и в конце вам напомнить. Сегодня 8 часов, то есть через 5 почти часов состоится платформа открытого диалога, где Аяд и Диго ответят на очень важные для нас вопросы. Так, от Курска до Москвы не так далеко. Абсолютно верно, Игорь, абсолютно так. Мы знаем, где Курск находится, да, как бы были, имеется в виду, непосредственно сам физически там находился, знаю, недалеко от Москвы. Российские солдаты бегут, есть видео, как они бегут из Белгородской области или из Курской области, непонятно, ну, бегут, драпают. И правильно делают на самом деле, потому что вошли сейчас украинские танки с европейским синим звездным флагом. Они были, вообще это легион Свобода России и Сибирь, по-моему, называется. Вот эти подразделения, уверен, там есть и украинцы, там есть и другие национальности, но в основном это как россияне. И тем россиянам, которые находятся в России, они не должны быть такими чужими, такими опасными, страшными там, и так далее. Тем более, как бы я ни относился к вот этим легионерам, русским легионерам, которые есть с их имперскими замашками, но нужно признать, что сейчас мы являемся такими естественными союзниками, и эти люди делают большое дело. Именно они освобождают. И вот этот их там замкомандира есть такой, как его зовут, Цезарь, по-моему, у него позывной.
Так вот, он прямо сказал, что мы не приходим вас убивать. И это правда. Я бы никогда в жизни не согласился бы с этими имперцами, которые вчера еще были на российской стороне, а теперь, правда, перешли на нашу сторону. Если бы они говорили неправду. Это правда, что он говорит. Они не приходят убивать русских, они не приходят взрывать русских, они приходят освобождать, он говорит. И абсолютно я с этим согласен. И русские, если у вас есть хоть капелька, там, я не знаю, здравого смысла, инстинкта самосохранения, человечности, разума, я не знаю, что-то человечное, если у вас еще осталось, вас не собирается никто убивать. Поверьте, вас освобождают от этой террористической банды ФСБ и там вот этой имперской системы, в которой вы остались. Будем наблюдать. События разворачиваются очень такие стремительные. Я очень рассчитываю на то, что наша Германия вернет себе Кёнигсберг, который является по праву немецкой землей. Я очень надеюсь, что не только, конечно, Кавказ освободится полностью, что и японцы получат свои Курилы, и другие земли будут между странами и народами, кому они принадлежали, возвращены и поделены, вот кому они полагаются, будут возвращаться. Но вот мы стоим вот на пороге вот этих событий. Но в этом году, по всей видимости, прольется очень много крови. Потому что эскалация конфликта, заходит, просто, как предсказывал Джохар Дудаев, на непримиримых позициях сошли имперцы и люди свободного мира. На непримиримых позициях. А как говорил об этом Джохар Дудаев. Как-то так. А куда жители Калининграда? Никуда. Жители Калининграда имеют право находиться там, где они находились. Аслан дедек хуйла. Удуц Махаз хиет сун хагич. Даль визель денис перфект. Дерес хуйл. Хумадец дикашту дал бухастам. Шугудешту. Хумадуй. Так что, Дион, вот такие вот дела. Давайте по ходу будем обсуждать эту тему. Это очень важная тема, и очень мы надеемся, что все будет отлично. Все будет отлично. Я всегда удивлялся Джохару Дудаеву, великий сын Чечни. Да, это уже человек, как и Бандера, это человек мира уже. Он не только, как Бандера, не только сейчас украинцам принадлежит, также и Джохар уже не только чеченцам принадлежит. И я один из дудаевцев, можно сказать, и чечено-бандеровцев в одном лице. Так что все отлично, да. Так, давайте. Орков взяли плен. Да, там сейчас идут бои, очень серьезные бои идут, разрушенные, есть уничтоженная техника российская. Посмотрим. Все разворачивается. Война. Нельзя говорить, что все хорошо, все там печально, что враг у нас там самый простой, там легкий и так далее, и так далее. Нет, это не так. Война. Несутся колоссальнейшие потери с нашей стороны гибнут свободные люди, с той стороны гибнут люди оболваненные, которые готовы за свое рабство бороться, гибнуть. В принципе, они за деньги, и потихонечку есть и турбопатриоты, которые готовы за свою вот эту цепь, которая на них бороться. Посмотрим. Пускай жители Калининграда, если не захотят быть в Германии, переберутся в Москву. Ичкерия навсегда. Дело в том, что жители Калининграда, я учился здесь, когда только приехал, ходил на курсы немецкого языка, со мной был парень из Калининграда. Он такой полулитовец, полурусский, вот такой парень был. Абсолютно адекватный, нормальный человек. И вот он рассказывал, мы много с ним общались, и он мне рассказывал, что он с Калининграда, что Калининград был бы не против. Есть вот эти вот эти шовинисты, фашисты, КГБшники, которые не хотели бы, конечно. А в основном население только будет за.
Вот это будет Калининградская Народную Республику, которую потом присоединим к Германии, к Великой Германии, да. Дай Бог, и мы победим это зло, что закрылось в стенах Кремля. Тогда все будет, тогда все будем жить в мире и счастье. Да, ну не только за стенами Кремля, я понимаю, конечно, о чем вы, но я сторонник еще того, что всегда подчеркивали, за стенами и Лубянки тоже. Это даже это первичнее, чем сама Лубянка. Террористическое учреждение КГБ СССР, которое раскинуло свои сети не только в Российской Федерации, но и в Украине, в Грузии, в Азербайджане и везде, всех советских республиках. Салам алейкум, Рамадан Мубарак. Алейкум салам, Аюб. Поздравляю всех с месяцем Рамадан, друзья. Поздравляю. Так, давайте дальше. Читаем YouTube, мы читаем комментарии. Я тут видел много комментариев, как обычно. Почему по-русскому балякаешь? Не балякаешь, а балакаешь. Зато ты не умеешь, мне кажется, писать. Зато русский ты с большой буквы пишешь. Кстати, национальность, она не пишется с большой буквы. Ну так, чтобы ты понимал. Тебе правила русского языка расскажу немножко. Так, Питер Вольф, алейкум салам, Иван, Машвойль. Так, откуда такие берем? В плен попались, тоже просили не убивать их. В плен попались, тоже просили не убивать их. Шамсад, ты говоришь вот сейчас то, что в плен попали. Конечно, убивать нельзя. Пленных убивать нельзя. Это категорически нельзя. Даже если они наши убивать нельзя. Это закон. Нехай сдаются, РДК хорошие хлопцы. Иван, там и РДК, да, я так понимаю? Я просто про Легион Свободы России сказал, а про РДК не сказал. Потому что если есть РДК, конечно, его тоже нужно. У РДК уже подбито 5 танков и так далее. Рано радуйтесь, говорит Солнце. Солнце это, видимо, из совков, которые. Имперец, который. Откуда вы такие? В плен попали тоже просили не... Так, это было... Калининград до 46 года, Кёнигсберг, исконно немецкая земля. Да, Макуарден, Сурия, Движ, Россия, Европа, Америка, вообще. Умадаться, у нас сатух. Что ну, а мы это еще, да, у это сейчас иду, я идол. А нет. Да. Что за стрижка? Я не знаю, что с этой Германией делать. Здесь либо у тебя курды вообще на этом бизнесе сидят, стригут они. Как бы ты им ни объяснял, что бы ты ни делал, они сделают, как они захотят эту стрижку. Но чтобы попасть, например, к немцу, например, тебе нужно сделать термин по записи. Ты можешь зайти, я сегодня зашел специально в немецкую парикмахерскую, потому что уже устал, как меня тут стригут все. Зашел, и мне говорят, да, если там немец работает, то это по термину, по записи только. Захожу, там один человек уже сидит, там, ну, там волосы моет, и огромный зал такой, и говорит, да, термин, делайте термин, говорит. И, короче, пришлось опять идти к этому, и вот результат дел. Glory to Ичкерия. Амин. Ты дома бьешь, Ичкерия, с прическом, полубокс. И на полубокс. Ну, худеешь дел. Ну да ладно, пойдемте дальше. Что поделаешь ты? Именно Германия создала ВВПУ. В том числе, да, Германия, да. Германия приложила руку к созданию вот этого КГБшного Путина к власти привела. Да, это правда. Я так думаю. Мое мнение и мои косвенные и прямые факты об этом именно говорят. Я об этом писал, кстати говоря. Земле всем хватит. А врагу 2 на 2 земля. И слава всем свободолюбивым. Амин. Героям слава. Будут гореть российские города синим пламенем. Будут, говорил Джохар Дудаев. Цитирует его Шамсад.
Салам всем свободным людям, салам ассам. Всему легиону очень нужна информация, где находятся военные подразделения, адреса разгвардейцев и так далее. Салам, это, да, кстати, ну, это нужно понимать, чтобы мы призывали к тому, чтобы русские оказывали поддержку тем из Легиона Свободы России, РДК, ну там и всем остальным. Конечно, да, призываем русские, если вы меня слышите, Курск, Белгород, кто там рядом, что у нас там, Брянск, Орел, да, вот эти все товарищи, давайте, помогайте. Они вас освобождать приходят от террористического вот этого режима, который обворовал вас, наконец, поймите. Мы это делаем не из-за ненависти к вам русские сейчас пришли, понимаете? Ваши русские туда пришли. Хотя не имеет значения, кто там пришел. Вас освобождать идут. Помогайте им все. Все до единого. Вставай, Россия. Вставай. Когда-нибудь-то нужно встать. Когда-то нужно вот эта запрягающая телега, которая так долго запрягать. Когда-то она же должна быть запрячься, а не всегда быть как ермо раба на шее. Хватит уже. Вставай, Россия. Гоните к чертовой матери этих ФСБшников. Они вам к черту не сдались. Спасибо, Денис. Бьешь, будешь, Денис. Больше у курдов не делаем стрижку. Да, не делаем. Ну, не делаем, Эльчем, конечно, когда опция, Эльчем, ё-моё, эти. Денис, монстры бацу особо, да, поэтому особо бацу вообще бацу, да. Прическа мне не нравится, если честно, Денис. Совсем кричал, полбитя. Ну да ладно, пойдемте дальше. Жителей Калининграда депортируют в Москву, Тверскую, Курскую, Тамбовскую, Рязанскую, Ростовскую области. Не, демократ, так нельзя. Пусть живут. Кто захочет, сам уедет. Так, привет из Узбекистана. Когда уже Украина, эта война плохо влияет на нашу экономику тоже. А что ж ты тогда хочешь, чтобы Украина исчезла? А почему не Россия исчезла, не КГБ, или, по крайней мере, в Узбекистане у вас как будто там демократия и это? Ну, скажите про своего вот этого тирана, который у власти. Или полутирана в полукедах. Украину не трожды он. Калининград, Кёнигсберг, 17, земля Германии. Да, Кёнигсберг это репарация от нацистов. Слишком много у вас репараций. Теперь, наверное, от этих нацистов нужно возвращать репарации. Я говорю, Денис, ну я это заметил, Денис Бош, да, что ты на страже. Конечно, без ботов была бы жизнь скучна, да. Так. Так. Банан, я ж тебя забанил, ты опять пришел. Вот вы это. Ну вам семьи кормить надо. Вы же 15 рублей за комментарий получаете. Молодцы. Асан, что там в Белгороде? В Белгороде идут бои. В Курской и Белгородской области идут бои. Много уничтожено танков. Много уничтожено пехоты российской. Ну, посмотрим, что там, как там будет развиваться. Ну, все нормально. Наши танки вошли. Наши. И никогда не думал, что русский имперец вроде вот этого, или нацист, вот этот РДК, который был этот парень, как его, Капустин, что я буду их нашими называть.
Вот она жизнь, Дима. Вот как объединяет террористическая банда ФСБ людей. Я раньше был таким, можно сказать, немножко националистом. И, знаете, Кадыров и Путин вылечили меня от этого национализма раз и навсегда, Дима. Ну и с возрастом, наверное. Так что все отлично, Дима. Украинские танки с европейским флагом и с русским экипажем, с российским экипажем, и уже на территории фашистской России долбит гибнюков и их приспешников. Все отлично. Да, я живу в Гамбурге. Калининград, it's факт чешский. Ну окей, чешский так чешский. Я не против. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, адьяс. Ты с дерева упал? Нет, нет, не упал. Не падал я с дерева. Уже запрягли, дорогой. Хрен остановишь теперь. Ну, посмотрим. Посмотрим, как вы будете гибнюков вот этих своих люстрировать. Грозились вы очень сильно, что вот если русские поднимутся, то мы покажем туда-сюда. Поднимитесь, покажите. Покажите, как вы этих КГБшников, которые обобрали вас, 3 поколения, нас всех, между прочим, обобрали, бесплатно, как рабов, заставили 75 лет, 3 поколения работать на КГБ, ну, на государство советское, а потом КГБшники все взяли, между собой поделили. Представьте, как нас всех кинули. Не просто за одно поколение, за 3 поколения КГБшники разграбили все, разделили между собой. И теперь они хозяева теперь. Ну покажите теперь, русские, как вы восстаете. Давайте посмотрим. Так. Посмотрим. Я за тобой приду, говорит банан. Банан, ну это не серьезно вообще. Это если бы ты первый был бы, можно было бы еще рассматривать серьезно. А так вот эти дешевые разговоры, вы все время мне обещаете, 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 обещаете. Ну выйдите на связь. Или по-мужски, не подло, как вы там умеете, из-под тишка где-то там яд намазать, взрывчатку заложить, там, я не знаю, еще что-то пакость сделать. Ну, лоб-лоб давайте, давай, ты что меня находить? Я здесь, в Германии, в Гамбурге живу, открыт к общению. Давай, звони, назначай место, время, встретимся. Как раз хотели бы и мои парни пообщаться вот с такими вот имперцами вроде тебя. Очень хотели. Просто горим желанием. Днем с огнем ищем имперцев здесь. Пока безуспешно, да. Поэтому я очень надеюсь, что ты не просто комментарий пишешь. Нужно же чеченцам немножко здесь тоже кости размять. А то мы уже от этой европейской жизни уже стали какими-то уже мягкими, да. Надо чуть-чуть, да, возвращаться. Ассаламу алейкум. Александр, друзья, я перемотаю много, очень много комментариев, просто не успеваю. Зрителей 1300 было сейчас. Да, обычно сейчас у нас 1300, 1500, 2-3 тысячи бывает. Потом, когда смотришь, цифра, она вся не отражается в YouTube во время стрима. А потом уже, когда ты смотришь аналитику, до 3000 смотрят, это которые заходят, выходят и так далее. Как-то так. Асан, напомни молодежи сохранить себя, исправиться и заботиться о своей семье. Да, это совершенно верно. Напоминаю всем чеченцам, которые находятся во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, либо фашистской России, ваша задача себя сохранить, друзья, как можно больше, как можно сильнее. Шейдагар махаит. Хуаох шайндица. Уаох одица шейдагар махаит. Ahmad Silas El diese Ahmad Silas El
Но дэгт церцмадол. Дэгт церцмадол. Ни в коем случае. Дэгт да шундег. Лар логиц бох туа бушун бош гейн долш душун чова гейн долш душун уэй юх хакуда аустер душун лар лук ежери блох киетсун хани боасун Денис. Хани боа блох Денис. Много говорят, а бьем сейчас за шаг. Ой, ты ой, ладно. Так. Да. Мусал на душу. И имел де кучу я здесь что. Ахмад Силас. Силас и он и Денис. S-донтига в конце Силас и Бухтю из Япин Бухтю Силаса. Яхкель уже та. Матаря. Ну специально кетчешь Бухтю и Силас also. Так, хубо шурой, забанит винхалол, хагучуалол, стакан пива. Ассаламу алейкум. Вроде бы Легион Свободы России выступает за неделимую Россию. Нет, ничего подобного. Алейкум ассалам. Нет, он не выступает за неделимую Россию. Он выступает за права и разделение. Вот этот лично, вот этот, как у них там, вот этот замкомандира. Раньше командир был, сейчас его перевели в замкомандир. Я надеюсь. Ну, я не думаю. Против империализма, смотрите, мы об этом говорим 30 лет, что Россия восстанавливает империю. В 1994 году, за несколько месяцев до начала войны, Абдурахман Автарханов, профессор, писал письмо, открытое письмо и Ельцину, где он говорил уже прямо, что Россия восстанавливает советско-фашистского типа новую империю, третью империю после вот этой русской империи, российской империи, потом вот этой коммунистической империи. Сейчас так называемая демократическая империя у них. Или просто переходный период у них как бы был, и сейчас они будут переоформляться и так далее. В новое образование, ну по плану. Планы у них не всегда, конечно, получаются. Поэтому и сейчас мир уже сказал. Мир сказал, наш Шольц сказал, наш министр обороны сказал, директор ЦРУ сказал об этом, американский, что да, Россия ведет имперскую войну. Все, это уже не просто слова, это уже все точно выверенная позиция, занятая Западом. И она абсолютно верная и честная. А вот что я уважаю в этом Западе. Я уважаю, что сколько бы ошибок они не совершали, сколько бы они не плутали, там, виляли где-то в лесу, в кустах, в конце концов они приходят к честности и к истине. А в России, если у тебя есть возможность солгать, никогда тебе в России не скажут правду. Я имею в виду власть, страна, ФСБ, вот эта система. Понимаете? Они сидят днем и ночью, за голову держатся и думают, где бы соврать, где вот мы можем вот где-то сделать пакость, зло и ложь. Вот они вот днем и ночью на Лубянке, когда они сидят, вот вы ночью, когда проезжаете, свет у них там, здание если горит, вот сидят, думают, короче, где же сделать пакость им, короче говоря. Вот такая вот ситуация. Поэтому Запад понял, и мир понял, уже все, позиция в мире занята, абсолютно точная, верная. Я просто очень доволен тем, что Бернс, например, директор ЦРУ, об этом прямо сказал, что Путин ведет имперскую войну. Это говорит о многом, очень о многом говорит. И это правда, это правда. Поэтому я не думаю, что Легион Свободы России, хотя я его, этот Легион Свободы России и этот РДК, я писал текст, делал и их подозревал в имперстве, империализме, даже из того, что Легион, там это Римская империя идет, Цезарь, там позывные, это тоже такие вещи, которые у нас сразу ассоциируются с империей. Ну, сейчас этого не будет.
Все отлично, друзья. Все просто супер. Господи, благослови Америку. Вот что я могу сказать. Если чеченцы начнут освободить войну, это будет означать, что мы напали на Россию. Чеченцы не начнут, Вольф, освободительную войну, а войну сейчас ведет Запад, Украина ведет, и Запад помогает, и мы помогаем Украине. На территории Чеченской Республики Ичкерия мы не будем воевать. Мы не будем воевать. Потому что чеченский народ находится в заложниках, ситуация хуже в десятки, в сотни раз, даже по сравнению с нашими соседями, такими же кавказцами, как мы, не говоря уже о русских и о всей России. У нас еще в десятки раз хуже, чем у кавказцев, хуже, чем у русских, а у чеченцев хуже, чем у северокавказцев. Поэтому как-то так, Дион, как-то вот такая вот будет ситуация в этом направлении. И мы воевать не будем, именно имеется в виду в Чеченской Республике Ичкерия. Мы воевать не будем, по крайней мере, пока не будем. Пока нас не признает мир, ведь все, кто сейчас воюет в Украине, наши бойцы, они входят в ЗСУ, они подчиняются украинским законам, подчиняются, они военнослужащие Украины. Фактически, да, они добровольцы, миротворцы, все такое, но они вооруженные силы Украины. И пусть продолжают там же и находиться. Там куется армия, там у нас есть возможности и для опыта, и для оружия, изучения, и образования, и так далее, и так далее. Пока нашу Чеченскую Республику Ичкерия в лице президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия мир не признает, чеченцы никуда воевать идти не будут. Особенно в Чеченскую Республику Ичкерия. А когда признают, это будет решать президиум правительства, что говорить чеченскому народу. И президиум правительства будет брать на себя ответственность за это решение. А не так, что какие-то там самозванцы оказались там в Украине, их там где-то с ними там какие-то вещи, и они сейчас хотят бросить чеченцев снова в огонь. Нет. Чеченцы должны получить 1500 миллионов гарантий, чтобы, или 100-500 миллионов, да, это как так говорят у молодежи, гарантии, чтобы мы повоюем, а потом нам скажут, что ты гражданин России, и ты должен жить с этой фашистской Россией. И все, кто воевал, окажутся бандитами, террористами и так далее, по российским законам в том числе. И без родины, без флага снова оказаться, снова бросить народ под бомбежки, под войну, снова без вооружения, без обязательств со стороны Запада, других стран, что нам будут помогать. Идти это самоубийство, это глупо. Мы 20 лет сдерживали фашистскую вот эту империю и давали возможность и Украине, и всем людям взрастить новое свободное поколение со свободным менталитетом. Другие люди совсем. Совсем другие люди. Да? Мы говорим на одном языке, все. Но те, кто жил в Рашке и кто живет за Рашкой, это совсем разные люди. Хоть и ментально даже, может быть, и этнически очень похожи. Поэтому мы не будем пока воевать. А если будем воевать, об этом объявит президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Судя по твоей логике, мы должны ждать, как палестинский народ выдерживает геноцид. Судя по моей логике, мы должны спасать чеченский народ. Причем здесь палестинский народ? Я вообще не понимаю. Причем здесь какой палестинский народ? Где-то нету такого народа, кстати говоря, палестинского. Евреи тоже палестинский народ, понимаете? Это как кавказский народ, ты говоришь. Поэтому нам нужно очень правильно расставлять акценты. Есть арабский народ про Палестины, как там чеченцы Кавказа, там ингуши Кавказа, там другие третьи Кавказа. Точно так же Палестина — это географическое обозначение. Нет никакого палестинского народа. Какой геноцид они там выдерживают, я не знаю. Но я знаю одно, что аферисты и мошенники, которые уничтожили чеченское сопротивление,
обворовывая деньги, которые приходили, в том числе Ахмед Закаев, об этом Муса Таипов в прямом эфире у меня рассказывает, и многие другие, которые есть вокруг Ахмеда Закаева, что они точно, мой чеченский народ, на войну не поведут. Потому что хватит мы, ограбили, уничтожили сопротивление и начать новую войну. Нет. Мы, чеченцы, сами будем решать, вступать в войну или нет. И будут решать это не аферисты и мошенники, не рядовые бойцы, которые там, или военные, которые политики ничего не понимают, а люди, которые избраны чеченским народом, уполномочены чеченским народом, имеют знания, опыт и грамотные. Это президиум правительства Чеченской Республики, и они будут решать вопросы мира, войны. И для того, чтобы они это решали, мы должны сделать так, чтобы Запад их признал. Для этого бойцы, которые находятся в Украине, должны поддержать президиум правительства. Но бойцы они не поддерживают. Не знаю по какой цели, потому что там может быть разная агентура, турецкая, российская агентура, может свои личные корыстные интересы, может еще какие-то там интересы. Но те, кто не поддерживает президиум, легитимную законную власть президиума, правительства Чеченской Республики Ичкерия, это они делают упущение, большое упущение делают. Но еще с первых дней батальон шейха Мансура, Муслим Чуберлойский, заявил, что они вне политики. Что они в политике не участвуют, что они не будут участвовать. Они просто бойцы, воины, которые сражаются. Пожалуйста, только тогда и Закаева тоже не ставьте рядом, а то вы себя так дискредитируете. Большим шукбошун. Что держаться деш. А до что ли? Ты ари сюрчти, да, и тан сюрч дочь, что что. Не док до, не чамбол, не васхуль. Und дальше духу задиц. Цауш, да, что. Ну, конечно, вот так вот. Салам алейкум, салам алейкум, аса. На справедливый человек. Ладно, поехали дальше. Так, Аслан Ацуй самый настоящий чеченец. Он, ДРСВ демократ. Так, я бы бомбил Чечню сутками, говорит. Иван рубил, да. Иван, Ванек, вы бомбили сутками. Я тебе расскажу, как вы бомбили. Я находился в гостинице «Кавказ». Это место, где находится сейчас так называемое сердце Чечни. Вот это мечеть, так называемое сердце Чечни. Кстати говоря, на больших частях, где стоят ваши мечети, которые вы нам построили, находятся массовые захоронения. Массовые захоронения. Чтобы эти массовые захоронения не раскрывать, вы там построили мечети. И вот это сердце Чечни, там стояла гостиница «Кавказ», там стоял Совмин, там массовые захоронения, в том числе русских, наших русских, граждан нашей страны, жителей нашего города. Так вот, мы сидели в гостинице «Кавказ», вот ты говоришь, сутки будешь бомбить. Наша позиция, которую мы занимали, она находилась, впереди нас был наш музей, он уже был полностью разрушен, потом был наш Кавказ и Совмин, а за нами стоял президентский дворец. Это площадь, вот самый центр. И мы находились там. Так вот, не было 10 секунд, что 10, вот до 10 посчитать нужно было. У нас там такой прикол был. Все считали, сколько секунд в наше здание не попадет снаряд миномета, танка, который выехал между Совмином и Кавказом, стал и просто там расстреливал, пока его, он выстрелит свое и отъедет, выстрелит и отъедет. Это 95-й год, январь месяц, самое жаркое это время тогда было. И сутки, ты говоришь, не то сутки, днем было темно, как ночью. Горели заводы, горела нефть, еды, конечно, не было. И шел снег, воды не было, еды не было. Шел снег, и этот снег был черный. Вы когда-нибудь видели черный снег? А я вот видел черный снег. Нельзя было набрать снега, нужно было, например, разгрести снег, набрать, а у нас снега немного, все-таки у нас не так холодно, не так много упадает снег, и особенно когда он тебе нужен, его нет.
и ты набираешь этот снег под обстрелом в каску, наберешь себе и так далее. Ну, короче, это долгая история. Но я тебе хочу сказать, Ванек, нас бомбили днем и ночью. И мы плевали на вас и на ваши бомбы. Ты представляешь? Абсолютно нам плевать, понимаешь? Абсолютно. Теперь наше время пришло. Будем теперь разговаривать по-другому, Дион. У нас Дудаев вам говорил, мы очень хорошие друзья. Не заходите к нам, не убивайте нас, не начинайте против нас войну. Мы очень хорошие и верные друзья. Более верного и хорошего друга вы себе не найдете, кроме как чеченца. Но очень хищнически враги тогда, сказал Джохар. И вот я подтверждаю, живой вот здесь сижу перед вами, подтверждаю его слова. Мы никогда вам этого не забудем. Понимаете, что вы с нами сделали? 42 тысячи убитых наших детей, всех национальностей. Мы никогда вам не простим 300 тысяч убитых наших граждан всех национальностей. Мы никогда вам не простим унижение, которое вы нам сейчас, вот это вот дебила с 3 классами образования посадили и нам унижаете. Через ФСБ это делает. Ни одного ФСБшника мы не простим, понимаете? Так, давайте дальше. Здесь есть разные, короче, лжецы и, ну, эти клинические товарищи. Смотрите, нас уже смотрят 3633 человека, и он говорит, что нет Ивана какого-то. В Ютубе у нас здесь есть Иван, вы все видите, что есть. Но вот этим проходимцам абсолютно без разницы. Главное, какую-нибудь фигню сказать, извиняюсь. Должен быть суд над бандой ФСБ. Абсолютно точно. Простите, как простили немцам 2 мировые войны? Я не понял, кто простил немцам? Немцы же проиграли войну. Слава Ичкерии, героям слава, Андрей. За их преступления. Так, ну ладно, давайте. Друзья, очень много комментариев. Сегодня мы бьем рекорды по просмотру. Продолжайте в том же духе. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду, друзья. Почему ты в Америке сидишь? Какой ты мужчина? Ты закрываешь глаза на убийство мусульман в Газе, называя внутренним делом евреев. Белая стрела. Я сижу не в Америке, а сижу в Германии. А мужчина я или нет, ты можешь у своей жены спросить, хорошо? Она тебе расскажет. Слава России! Слава! Слава! Да? Сколько забежал этот. Слава! Салам алейкум, ассалам алейкум, ассалам. Ну вот забегают и пишут, ну кто вы после этого, скажите мне. Слава Руснедию! Слава Русне! Молодцы! Россия! Давай вперед! Слава Дудаеву! Амин, амин! Героям слава! Не за жертвы 2 войн, что ты не понимаешь? Немцам простили жертвы 2 войн? Кто простил немцам жертвы 2 войн? Я что-то не понимаю тебя. Немцам простили, оказывается, да? И суда не было, и контрибуции не было, и компенсации не было, и возмещения всего не было, и разграбления немцев не было. Не было этого всего, да? Вот когда все это произойдет с русскими, с империей, вот тогда я тоже прощу. Какие вопросы? Никаких вопросов. Слава России! Сколько вас? Вот другой разговор. Слава Ичкерии! Вот это другой разговор. Почему ты не в Чечне на родине? Оккупирована моя страна. Вы что, не понимаете, что ли? У вас какие-то проблемы с восприятием. Оккупирована наша страна, понимаете? Оккупирована. Убито 30% наших граждан. Понимаете? Конечно, мы не просто так уехали из своей страны.
Так, Белая гвардия, оказывается, черкес. Потому что гордые люди, а ты кто, шутишь про жен и так далее. Но я не шучу про жен. Если он говорит, я не мужчина, я говорю то, что сказал Джохар Дудаев Грачеву. Когда Грачев ему сказал, ты не мужчина, Грачев сказал, у своей жены спроси. Это раз. Во-вторых, ты не черкес, ты не черкес. Ты чурка черножопая, понимаешь? Вот ты кто, а не черкес. Поэтому не надо здесь становиться подхолопным святее самих холопов. Ты не черкес, ты уже потерял это звание, понимаешь? Ты черт, самый настоящий. И я тебе обосную при встрече. Понимаешь, кто из нас женщина, а кто из нас подхолопный, ты узнаешь, да? Слава Ичкерию, храброму народу. Аминь. Странно одно, после того, как утонул Курск, сразу же в мире забыли о Чечне. Нет, в мире не забыли о Чечне. Не забыли. Но начали говорить об этом поменьше. Потому что Курск, даже не Курск, дело не в Курске было, дело было в Югославии. Запад нас фактически разменял на то, чтобы решить вопрос в Югославии. Ну, это в первую очередь Европа, которая боялась, что вот эта югославская война начнет дальше эскалировать и развиваться. И нужно было быстренько решить вопрос с садистом Слободаном Милошевичем. И нас обменяли просто. И это факт, и этот факт никуда не скрывается, и мир, Запад, все отвернулись от нас, и сейчас ситуация меняется, мир начал осознавать, что мы были правы, и давайте мы, чеченцы, воспользуемся этим моментом и воспользуемся ситуацией и получим свое гражданство, государство, гражданство, свои паспорта и накажем военных преступников из фашистской Русни, которых и так будут наказывать однозначно. Так, Слава где здесь? Слава Русне! Слава Русне, да. Слава России! Так, здесь мне про Беслан, про Дагестан, там, короче, мне тут обезьяны обзывают, но это такой чисто русский менталитет, вы не подумайте, что это просто обычные русские парни, они любят обзывать черножопами, там, чурками, обезьянами, это черкесы, да. Вот они подлизываются им, да, подлизываются. Школу захватили, ой, школу захватили, ой, там Дагестан захватили, ой, бедненькие, на вас напали, вас обидели, да, бедные вы наши, бедолаги. Кобзон ждет всю проклятую Россию, амин, амин, Путин. А кто русских детей взорвал? Кто летчика своих убил? Кто не дает права на мнение Крыму? Спрашивает Айдар Байков. Так, можешь ответить, почему захватили твои друзья школу в Дагестане, убивали детей? Дени Боев, ты настолько не осведомлен, что никто не захватывал школу в Дагестане. Школа была в Осетии. Это немножко две разные республики. Но для таких необразованных, как ты, ничего страшного. Белая стрелочка, да. Идешь-ка ты, Славочка, героям слава. Так. Кадыров тебя найдет как Тумсо. Дело в том, что Тумсо агент российских спецслужб. И это он и его брат, это два уникальнейших человека, на которых трижды совершено покушение. 2 раза на Тумсо, 1 раз на брата его. И все 3 раза им удалось выжить. Понимаете? Предотвратить преступление для того, чтобы получить позитив.
Причем ни один другой случай, ну, может быть, редкие какие-нибудь случаи были, когда выживали. А так, в Украине Амина и Адам отстрелялись в этого киллера, и им удалось выжить еще. Ну, тогда просто Адам получил 2 пулевых ранения, схватил пистолет, чудом просто не вырубился, и в этот момент Амина выстрелила. Киллер, который у них стрелял, был слишком самонадеянный и думал, что он там все справится и так далее. Но вот не получилось у него. Так, короче говоря. А в остальных случаях киллеры обычно убивают своих жертв здесь. Обычно всегда, вот сколько убивали блогеров, убивали, людей убивали. В европейских лесах, говорят, там сотни и сотни людей закопано. Человек пропадает, а потом его, эти русские террористы и чеченоговорящие подхолопные убивают, и их где-то в леса в Европе закапывают. Мы знаем, что здесь очень активная сеть ГРУ действует, здесь в Гамбурге она действует, во Франции, в Ницце она действует, ну везде их очень много. Я надеюсь, недолго они здесь задержатся, уже потихонечку уезжают. Поэтому вот такие вот дела тут происходят по поводу убийств и преследований вот этих террористов, да. И единственный, кого не удалось замочить, это братья Абдурахмановы. Вот они чудом его трижды убивали, стреляли, там, они там и ранения, и все, короче. Поэтому Кадыров, еще раз, Миша, я это постоянно говорю, не потому, что я там переживаю или там, спать не могу, аппетит пропал у меня, что вы там меня убьете или нет. Нет, я это говорю, чтобы показать, что вы убийцы, вы преступники. Я вас разоблачаю таким образом. Вы ничтожные просто киллеры, понимаете? Ничтожнейшие просто. Убивать человека может только за деньги, за это только может дерьмо самое настоящее. Вы это и есть. И убивать меня будет не Кадыров. Кадыров ноль. ФСБ и ГРУ. ГРУ и ФСБ, российские спецслужбы, они есть мои враги, их я разоблачаю. А Кадыров это ноль, это пешка. Никто он в этой системе координат. Так. Ты сидишь и ненависть распространяешь в месяц Рамадан. Ядуи. Лола Навалдис, это ты что ли мне про ненависть говоришь, а? Ты тут зашла, да, Рамадана не вспомнили. Такие интересные вы, кадыровские, подхолопные, вы такие интересные. То, когда вам нужно, вы и мусульмане, и чеченцы, и какие-то обычаи, вы и закон вспоминаете. А когда вам не нужно, вы этим чеченским вот этим законом нас выманиваете, убиваете, наших женщин, детей убиваете, родственников пытаете, просто так преследуете всех наших родственников и так далее. И потом вы говорите, там какой-то ислам, какая-то чеченскость. Да, вы уже все грани перешли, все уже. Понимаете? Вы Ахмад Сила сделал. Правильно? Так, давайте дальше. Ахмад Сила, Россия, мощь. Какие вы веселые, да, какие вы интересные. Так, смотрите, нас смотрят 1900 человек и всего лишь 6 лайков. Представьте? Нет, 24 лайка. Сейчас 1900 нас смотрят. И всего лишь 26 лайков. Друзья, если вы не находитесь в фашистской России, быстро поставьте лайки. Это поможет распространить ссылку на наш стрим. Люди, чтобы нас больше увидели. Понимаете? Я из этого денег ничего не получаю. Нужно так, чтобы люди больше увидели правду. Кто, кроме вот нашего канала, расскажет такую правду? Правду матку рубим.
Так. Мы из России. Да, тебе вообще, тебя не касается, Лола. Подожди, Лола, ты уже так меня, ты меня, знаешь, меня раздражает даже твоя вот эта картинка, поэтому мы тебе бан. Понимаешь, ты такая матерая просто, подхолопница, и поэтому мы тебя отправляем в банду. Так. Нет, ответ не в этом, Максим. Люди боятся ставить лайки, понимаете? Потому что преследуют и убивают, понимаешь? За то, что я объявлен иноагентом фашистской русней, да? Наконец-то я добился того, чтобы эта фашнявая русня признала меня чужим. Я агент чеченского народа. И никакой я не россиянин. Мой советский паспорт, менты российские, питерские, порвали и выкинули. И так я был вынужденно получил российский паспорт. Это никогда не был и быть не собираюсь россиянином. Понимаете? Плюю я на вашу империю. Люди боятся писать комментарии, люди боятся ставить лайки, потому что преследуют. Потому что меня объявили иноагентом. И у людей могут возникнуть проблемы из-за этого. Ну, как ты видишь, просмотров наших стримов резко возросло. Вчера было 160 тысяч с чем-то просмотров, вчерашний стрим. Сегодня, я думаю, будет не меньше, потому что сегодня вот у нас более 3000 нас одновременно смотрело. Заходят люди, выходят. Поэтому все нормально. Лайки не ставят плохо, потому что даже не лайки нужно ставить, нужно распространять ссылку. Но если вы распространяете ссылку, больше пишите комментариев, это очень помогает развитию канала. Поэтому, друзья, давайте все вместе делать одно дело. Так. Теперь мы с Россией, говорит, делаем. Каспар Бог, да, мы с Россией больше, говорит, вообще у меня, я отсюда хавой той. Молодец, говорит, Назар. Дякую, за кие попал. Так, сегодня жарко на России. Да, сегодня будет жарко и будет продолжаться эта жара. Ахмад Силас идем. Мы тебе распространим ссылку в Дельфин. Норм? Нет, в Дельфин вы меня не отправите, понимаешь? В Дельфин вы меня не отправите, да. Если... Так. Згайск яцерите докум гитсон. Детаво есум шушу лей. Згайск шейх шумма цахите гуша. Сен шрюкшо шоколад дилдеш манайолум шо гайшон шо. Ейнтяхи юкшу, ейнтяхи. Да. Почему США приостановили помощь Украине? Я не знаю почему. Вообще у меня есть немножко другая версия по этому поводу. Я все сейчас не хочу озвучивать, потому что вот эти имперские очень внимательно смотрят за всем нашим и все анализируют, поэтому не хочу даже в этом направлении начать размышлять. Я скажу коротко, что все отлично. Россия, конечно же, усиливается именно в плане мобилизации, людей набирает, там 3-10, оружие закупает, производятся снаряды, все. Но у нее нет никаких шансов, абсолютно 0 шансов, 0. Путин об этом знает, Министерство обороны это знает, ФСБ об этом знает, все об этом знают.
Не знают только вот это быдло, которое отправляет на эту войну. Это турбопатриоты эти, они не знают, за бабки, которые идут. А так, никаких шансов нет. Да, Путин будет еще посылать солдат своих и убивать своих солдат и, конечно, наших. Но у них нет никаких шансов. Уважение, ты умничка. Спасибо, Кукуруза. Аллахи, Бог ницбу. Bude Allahi, no šādul dinīts un karāma, duit только Путинец, дацкис. Дейл анхиетанс. Дейл анхиетанс. Ты за Украину, странный вопрос, да? Откуда такая информация, то? В смысле, откуда такая информация? Вы не наблюдаете такую ситуацию, что ли? Вы очень отстаете от событий происходящих, если вы думаете, что Россия выиграет. Россия не может выиграть эту войну, понимаете? Даже исходя, оставим, сколько там армий, сколько там это. Единственное, что Россия может там эскалировать эту ситуацию, пока русский народ не скажет «хватит». Понимаете? Пока вот эту быдломассу гонят, и она идет. Он будет посылать, ну подумаешь, 1000 человек убитыми и ранеными в день. Что такое для Путина? Ему плевать. Он сидит у себя в бункере, в ФСБ, они посылают и так далее. А сколько еще в России можно отправлять? Если по 1000 человек отправлять, это чтобы 1 000 000 человек убить, 1 000 000 человек, нужно 3 года. Понимаете? Где-то так. Да, 1000 дней. 3 года. Около 3 лет нужно. 1 000 000 человек, чтобы уничтожить. Поэтому вот эта ситуация, она может еще эскалироваться. Держусь, Закария, держусь. Так. Он в Кремле живет. Ни от кого не прячется. Путин не прячется. В Кремле живет Путин. Путин и раньше не жил в Кремле, если ты о нем. А сейчас он в бункере живет. Аргументы, конечно, будут. Заходите на мой канал, вы увидите огромное количество аргументов, фактов. Я на протяжении 5 лет собрал огромный архив видео, фото, наших интервью, разных вещей, которых собрал, тексты в разделе сообщества. Мы проделали огромную работу. Кому нужно интересоваться, смотреть, заходите на YouTube канал Reality-HRCI, Human Rights Center Ичкерия. Ну, Reality, Аслан Арцуев наберете. Найдете наш канал. На фотографии там написано Reality и фотография Джахара Дудаева и Аяда Идигова, нынешнего нашего сопредседателя президиума правительства. Легитимного, единственной легитимной, законной чеченской власти. Как-то так делал. Информация из европейского телевизора. Нет, информация из моей головы, и я объясняю европейцам вообще-то. Они мне, европейцы, объясняют. Немножко ты ошибся, да. После того, говорит, как ты поддержал Израиль, ты что-то в глазах многих упал, говорит. Я думаю, что у настоящих чеченцев, которые думают и знают, что я делаю, я только поднялся в глазах. А для людей, которые не понимают и дальше своего носа не видят, ну это не на этом канале им место. Им нужно идти в другое место. Правда говорят про сына Кадырова. А что говорят про сына Кадырова? Салам алейкум, ни у нас, ни у вас никогда в ближайшие 100 лет не дать вам.
Идрис Тунгоев. Огалахи, руко. Ва алейкум ассалам. إدريس هو غاسقش ثاني وجرا أورا ينتهي ثاني دوك ولا وشخروا تنديلا تيجاوز غاسقش ثاني دي تام قردوي هو غاسقش خلاي حتى توارا تخديغر دات تخستوليت مليون ليت تخلتر دو تخيون قيسر دو أهو دولو حيتار توار كوزچو يشتو ميازي دات حي منيني دات пораженчески منيني تخياتسون поражение تخنو زلوتي دون دات هو عطي حي غاسقش ثاني Ego Bog. حسويت ويش على دات ويشي حق داتو عن خوتر دون جوش تحيقلو سقورو سويت لوردات سرائل. Так, в правом верхнем углу нажмите. О, все жалуются. А на что вы жалуетесь? На что вы жалуетесь? На правду вы жалуетесь? Ну, пожалуйста. В любом верхнем углу. Так. Ладно. Да как я банить их? Тут слишком много. Ну, давайте с этого начнем. Самого умного Деон. А то самый такой активный. Ты террорист, потому что. Руслан Абляметов. Татарин, что ли? Это я террорист, что ли? А ваш Путин, который с Патрушевым дома взрывает своих граждан спящих, вас, недороссиян, уничтожает. Это нормально, да? И они не террористы, я террорист. Хорошо. Буду террористом, что поделаешь, Деон? От вас услышать террорист, от имперцев, от фашистов, это честь. Возбудить дело против меня, это честь. Понимаете? Значит, я делаю правильно то, что я делаю. Понимаете? Было бы хорошо, если бы, например, было бы хорошо, это вопрос, если бы меня не замечали бы, как остальных, которые все делают. Да? Нет, не было бы хорошо. Так, Америка что делает? Америка что-то делает. Да, ты враг народа, как русского, так и чеченского. Не, Наталья, подожди. Давай разбираться по вопросу. Враг народа — это ваша излюбленная кличка, которую вы вешаете. Таким образом, кстати, вот это чеченский народ и ингушский народ вы хотели закончить, обозвав нас врагами народа. Теперь я великий носитель этого имени, который снова и вновь вы меня удосуживаете, награждаете меня этими эпитетами, типа враг народа, предатель и так далее. А ты пишешь, да, ты враг народа как русского, так и чеченского. Стоп! Если я враг русского, то я уже не чеченского. А если я враг чеченского, то я враг точно не русского, понимаешь? Вот как-то так, если исходить. Я не враг чеченского народа, я друг и защитник чеченского народа. Да, я враг террористической банды ФСБ, которая заседает у вас на Лубянке. А русский народу я отношусь так же, как ко всем народам. Но если есть среди них имперцы, я к ним испытываю отвращение как к дохлой скотине. Понимаешь, как к дохлой скотине. Просто мне противно от имперца. Просто не знаю, не могу преодолеть это чувство с собой. И поэтому ты очень ошибаешься, называя меня врагом чеченского народа. Русского, пожалуйста, считай, это твое право, да. Если ты имперец, да, я твой враг, да. Ассаламу алейкум. Будучи на стороне Украины и США, получается, ты поддерживаешь Израиль, я верно понимаю? Ва алейкум ассалам, разбойник. Ты понимаешь в силу своего скудоумия. Только так ты можешь это понимать. Ждет видео, где я буду извиняться, Никита. Где же взять это видео, Никита? Где же взять это видео? Только давайте договоримся, там, жалобы писать, там, ФСБ позвонить. Только им не говорите, хорошо? Главное, чтобы они не узнали.
ты, значит, про штурмовой 24 года в НАТО в курсе? Не понял, что значит штурмовой? Анский, добрый день. Может ли Чечения быть в России в каком-либо виде? Ну, если только топором, торчащим в здании Лубянки. По-другому никак. Нет, конечно. На каком основании мы должны быть в каком-то виде быть в России? Кто вы такие русские, россияне, что мы были частью вас? Давайте вы будете частью нас. Мы будем собирать со всей России налоги, в Грозном, в Джахаре у нас будет аккумулироваться это, и мы будем вам выделять деньги. Давайте так будем. Вы все будете говорить на чеченском языке. Потому что чеченский язык благодаря вам, имперцам, умирает и занесен в ЮНЕСКО в список исчезающих языков. Поэтому мы сделаем следующим образом. Вы все будете говорить на чеченском языке, у вас будет свой родной русский язык, но государственным языком будет чеченский язык. Договорились? Все, будем так делать. И вот в каком виде, давайте сейчас будем обсуждать вопрос, в каком виде вы, русские, готовы войти в состав Чеченской Республики Ичкерия. Мы вам посадим гауляйтера какого-нибудь, тоже с 3 классами образованием, лет 20 пускай посидит, помучает вас. Мы поиздеваемся над вами вдоволь, а потом, может быть, кого-нибудь другого вам назначим. Договорились? Давайте вот так подходить к этому вопросу, а не так, что Чечня, кто вы такие вам входить в состав? Объясните мне, на каком основании мы должны входить в ваш состав? Вы кто? Вы короли, вы там голубых кровей, там, я не знаю. Вы какие-то, я не знаю, технологии изобрели, вы там рак излечили, может вы СПИД вылечили. Ну скажите, на каких основаниях мы должны быть с вами? За то, что вы убили наш 42 тысячи детей? Вот за это мы должны быть с вами. Никогда мы с вами не будем. Никогда. Понимаете? Настоящие чеченцы. Да, подхолопники, мы вам отправим их туда. Ва алейкум ассалам, Зелимхан. Дебер катар дерес хуй. Массера дуэль. Мара наш обал дуэль шумассера. Так, поехали дальше. Ахмад Силас. Давай, Ахмад Силас. Ахмад Силас. Красна, каким предметом вас бил отец в детстве? Мне кажется, арматурой с куском бетона. Нет, я не буду рассказывать, чем меня бил отец. Вообще-то меня отец особо и не бил. Доставалось, конечно, но не так, чтобы особо. Сколько 15 рублев у тебя? Сегодня у них прям обострение. Да. Нравится? Но сегодня у нас тоже рекорд бьет. YouTube канал у нас тут очень активно все. Ну и они, видимо, тут тоже. Так. На основании, так, на какого, что ты сказал на основании какого референдума? Ребят, он хочет поругать народы, нам сейчас не до этого. Лев Арутюнянц говорит, ребят, я хочу поругать народы. Смотрите, ваше лицемерие, оно зашкаливает просто до невероятного уровня. Это, смотрите, у вас есть такая русская община, канал. Этот канал, эти там ходят там молодчики, которые ходят по рынкам, по разным местам, собирают кавказцев, среднеазиатов, других, третьих, провоцируют их, совершают конфликты, вызывают ментов, иногда сами их бьют, если их много, и там 1-2 человека тех. В других случаях вызывают ментов, всех собирают и отправляют кого на фронт, чаще всего на фронт. И они говорят какое-то разделение и так далее народу. О каком разделении вы говорите? Вы фашисты. Понимаете, вы имперцы, фашисты по натуре, по сути своей. Вы есть фашисты. Какая дружба с вами может быть? Вы всех этими чурками, мурками, кого только вы не называете. О чем вы говорите? О какой дружбе народа вы говорите? Я вырос среди вас. Я знаю вас лучше, чем вы себя. И со стороны я вас видел и знаю. О чем вы говорите? У вас национализм и фашизм, он махровый, в крови просто сидит. Понимаете?
Вы никогда, называя украинцев называя нацистами, вы никогда не выбрали бы себе еврея президентом. Никогда в своей жизни вы не поставили бы чеченца Руслана Хасбулатова президентом. Никаких шансов нет. Да, если грамотный, преданный управлять Чечней, вы его подняли наверх. Очень грамотный был. При всем том, что он был враг чеченцев, Хасбулатов. Но вы никогда не сделаете его президентом, понимаете? Никогда. Потому что вы фашисты. Это ваш культурный код. Быть имперцем, фашистом. Понимаете? О чем вы нам рассказываете? Какое делить вас, разделять? Вы русские, русских ненавидите. Понимаете? Если этот русский общается, дружит с чеченцем, с кавказцем, он враг. Понимаете? Он враг. Это, я же знаю ваш менталитет. Не будем, давайте, между нами говоря, не будем изображать из себя каких-то. Любой человек, который у вас чеченца, примет как своего, сделает его другом, бизнес с ним делает, учится, работает там. Вот этот русский для вас чурка и предатель. Не надо рассказывать сказки нам, да, какой-то братский народ, какой-то разделить. Вас делить не надо, вас КГБ давно разделило. Так. Давайте дальше. Откуда столько энергии в тебе, да? Да, энергии много на самом деле, все говорят. Я даже борюсь с этим на самом деле. Гиперэнергия, да, это правда. Ты не прав, говорит. Ну как не прав? Ну что ты мне сказки рассказываешь? Русофоб. Да не русофобия, имперофобия и не фобия, понимаете? Не боюсь я. Фоб это значит боязнь. Не боюсь я, презираю я. Презиренец я, понимаете? А не фоб. Милуя, ханя еще. Хари-харя, шнурок ютя. 2 секунды. Хал дюнда и еще. Ара уши подхолопный. Раск шанум эльч. Юразюалшеш. Раск юха мегер. Привет из Армении. Привет, Армения. Привет. Ахмад Силас к нам зашел. Совершенно верно, да. Совершенно верно. Так. Смутьян говорит. Смутьян, Александр, это армянин, Дион. Смутьян, а я чеченец. Это была шутка, если что. Армяне. Расскажи мне, сколько русских было президентами или генсеком. Все, кроме одного Сталина, который тоже был русским. Просто он был грузинским русским, да. Ты что, на языке богов разговариваешь? А что, боги говорят на чеченском языке, что ли? Интересно. Дудаев твой кумир. Дудаев мой первый президент. Да, и я горжусь и многому учусь у него. Учился, учусь до сих пор. Так. Саш, что вы можете сказать про Приднестровье? Даниил, я на самом деле не очень в этом вопросе разбираюсь, и поэтому особо ничего не знаю. Но Россию нужно выкидывать из Молдовы, вот я могу сказать. Из Приднестровья, из Молдовы, вот что я могу сказать. İşte guşu arıyor, işte razviyişçena guşu
Ну что поделаешь, Дион? Модные мы вот такие, да. Сегодня ты что-то не такой веселый. Да, сегодня я, конечно, не такой энергичный и веселый, как обычно, но я тебе скажу, Дион, Рамадан, особенно первые 3-4 дня, делает свое дело, вождь, да? Эх, так, здравствуйте, Ульмира, здравствуйте. Стыдно за себя, за тебя, говорит. Это думая головой. Это он за меня стесняется. Ты за свою жену подумай, стесняйся, а не за меня, да. Он за меня, ему стыдно, да. Так. Marada strīcaši sāknu. Так что шун иша идега ухсу марадаста. Асан ху қаллаг амарх досч. Ху қаллаг во ихуду ху қал. Арчи Лайф. Как считаешь, нужно ли объединять Кавказ? Конечно, если кавказцы захотят, конечно, обязательно. На добровольной основе обязательно. Дед Федор за меня стоит. Дед Федор, ты за своих детей стыдись, за свою жену стыдись, за своих внуков стыдись. Я тебе кто? Я вообще гражданин другой страны, человек вообще другой религии и национальности. Что ты меня стыдишься, а? Ты меня не стыдись, ты себя стыдись. Бичук, блин. Hukallere aboa, hukallere maradosh. Надеется еще цукаллер, да, цдакал, надеется еще. Дагестан как относится, братишка? Я сам с него. Нормально отношусь. Ко всем, кто против фашистской России, отношусь нормально. Скоро об этот полосатый флаг будут все ноги вытирать. Но пока, Павел, вытирают только об этот ваш Аквафреш, Леон. Летчик, угнавший российский самолет, тоже так думал. Газпекстрой 30. Ну, я тебе скажу, что я не угонял российский самолет и присягу российской армии не давал. Это тебе раз. Поэтому, ну, ты меня сравниваешь, неправильно ты меня сравниваешь. Сравнивай меня с Хангашвили, которого вы убили, если ты на это намекаешь. Сравнивай про других, кого вы убили, да, Ендербиева, Зелимхана, которого вы взорвали. А вот это ваш, да. Я вам присягу не давал, никогда России присягу не давал, давать не собирался, в верности вам не клялся. И любой, кто вам клялся, является предателем чеченского народа, если он был чеченцем. Значит, чеченец не может вам клясться, понимаете, в верности. Вы столько нам зла нанесли, что мы не можем вам клясться. Видишь ли ты будущее Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана?
Да, конечно, я вижу будущее. Мы все кавказские соседи, только не только вот эти 5 или 4, которые ты назвал, а весь Кавказ и наши братья-черкесы, и карачаевцы, и все остальные, которые проживают на Кавказе, в том числе и русские, которые у нас живут на Кавказе. Мы все будем жить в одном едином кавказском доме на равных, без управления Москвы и так далее, и так далее. Да? Я вижу это будущее, я убежден, что это будет. Но мы должны к этому приложить усилия. За нас это делать никто не будет. Никто. Видно, кто прячется под чужим флагом. Почему я под чужим? Вот сзади висит мой флаг. Ты можешь миллион на моем канале увидеть этих флагов моих. Я что, под чужим прячусь? Ни в коем случае. Шу Рамзан Колобоксан, Вистанлил, Шу Кест Яхкару, скорее всего. По-моему, Рамзан, он не толстый. На самом деле, это такая у него одетое специальное взрывчатое вещество. Он же хочет как бы за Россию погибнуть, там, сражаясь там, против нацистов, фашистов в Украине. Поэтому это у него одета взрывчатка. С4, американская взрывчатка, они ее оттуда достали как трофейно. Он ее одел, и это такой, он изображает из себя, что он толстый, а на самом деле это взрывчатка, чтобы он хочет, вот это секретное оружие Путина, вы увидите, он 100% вот увидите. Помните, он постоянно говорил, будьте мужчинами, обижитесь взрывчаткой, приезжайте, нападите, взорвите себя, может. Он такой умный, и вот он нам эти вещи такие предлагал. Вы помните, потому что он же очень гений, интеллектуал, и как академик он 100% должен сделать то же самое. Потому что такие умные мысли он другим просто так не будет давать. Он сам ее хочет осуществить. Поэтому будьте осторожны, не подходите близко к Кадырову, потому что если он взорвется, но вонь будет стоять страшная, будет очень опасно. Берегите себя. В любой момент, готов, Ичкерия придет, он знает, да, точно, почки у него останутся. Да, я знаю, это все шутка. Шутка, да. Кидит сумадать Путин, Россия. Россия Путинович, хастагитон. Но, довой, Россия Путинович. Доштайцерис. Ali ma dukhilla wain yuqah. Nochi mot büch dat skira ca dog pach yah ca humayuch nach. Да, нам предстоит большая работа, чеченцы. Нам предстоит большая работа. Черкесы наши братья, пишет Мефисто. Да. Он же так. Архилаев, как считаешь, Осетия может помочь Ичкерии? Просто в последний момент трое осетин подняли флаг Ичкерии в Мариуполе вместе с осетинским. Ты флаг Ичкерии они подняли или они кадыровский, российский этот флаг подняли? Я просто не помню, о чем ты говоришь, чего они там в Мариуполе поднимали. А так, мы знаем, я очень хорошо отношусь к осетинам. Я общался с осетинами, дружил. И есть очень, мы кавказцы, в принципе, очень ментально, очень похожи, мы все друг друга хорошо понимаем и так далее. Есть слово держим и все такое. Но, как и армяне, осетины были форпостом России на Кавказе. И вот этот момент для меня лично очень больше всего смущает. Я, например, не могу иметь отношения, мне какая разница, русский это империалист или его миньон, кавказец какой-нибудь. Поэтому вот эти вещи мы должны между собой выяснить,
Вы должны осознать, что империя нам враг, она несла нам зло, вы помогали этому злу. И никаких вопросов. С этой позиции мы готовы со всеми разговаривать, со всеми дружить, и нам некуда деваться друг от друга. Мы живем на одном Кавказе, на одной земле, и вы никуда не денетесь с этого Кавказа, и мы, соответственно, при всех попытках нас оттуда вытурить с нашей родной исконной земли, не удалось, и, конечно, мы тоже никуда не денемся. Придется договариваться, общаться, дружить и созидать вместе. Правильно говорил Джахадова, чистокровных 30%. Да, видимо, да. Но дело даже не в чистокровности. Есть чеченцы, которые за них, понимаете, чистокровные чеченцы. А есть дагестанцы, которые за нас, граждане нашей страны, дагестанцы, которые погибали, сражались и так далее. Это такой сложный вопрос, просто мы не делим. Если это чеченец за Россию, осетин за Россию, или дагестанец за Россию, он за Россию, он россиянин. Вот так должна проходить у нас демаркация между собой, граница между нами. А так ты чеченец, так мы далеко не уйдем. Потому что именно этим они, кстати говоря, на меня оказывают давление. По чеченским вот этим традициям, по чеченским... ФСБшники, ГРУшники, которые предлагали мне работать на русню здесь, в Европе, они мне потом рассказывали, что они старики, что их нужно уважать, ты должен прийти к ним навстречу, потому что он старенький, уже там ходить не может, там еще там какие-то вещи. Вы можете себе представить? Значит, когда они меня иноагенты подают, когда они против меня уголовные дела возбуждают, когда они дома моих бывших родственников пытают, возбуждают дела, запугивают их, тогда мы все как бы не чеченцы. А когда нужно от меня что-то, тогда я уже, так как, ты же чеченец, ты что, чеченские законы не уважаешь? И вот такого вот калибра у них, вот такого вот направления действия. Поэтому будем работать, и все будет Ичкерия. Да, мула. Как считаешь, когда закончится война в Украине и от чего или кого это зависит? Это зависит от Путина и террористической банды ФСБ в первую очередь. Война закончится, я думаю, через 3-4 года. Этот год будет очень кровавым, на мой взгляд. Не потому, что я какой-то провидец, просто я читаю, анализирую, делаю выводы от компетентных источников. Поэтому вот так это будет. Война закончится полной победой цивилизации над варварами, над тупыми, бешеными псами, которые уже от своей безнаказанности почувствовали себя какими-то великими, я не знаю, кем они там себя почувствовали, вот пошли. Да, мула, скайдайв, в этом году Россия понесет разгромный урон. Дай бог, дай бог. Ассаламу алейкум. Ассалам. Почему Басаев Хатаб да Лазат обалдуются, пошли в Дагестан? Ва алейкум ассалам, Шишань. Басаев и Хатаб пошли, на мой взгляд, опять же, это только лишь мое мнение, Басаев и Хатаб пошли, провели спецоперацию по освобождению, вызволению жителей Дагестана, даргинцев, Чабан-Махи и Карамахи, потому что у Басаева был договор с кавказскими, с дагестанскими народами, которые все нарушили до единого, несмотря на то, что находились дагестанцы в окружении, их русские убивали, им русские разрешили построить шариат. Шариат у них это был, это громко сказано, выгнан был участковый, и не продавалась водка. Как жили там мусульмане 200, 300, 500 лет назад, так и жили в этих Чабан-Махи и Карамахи, и никуда, короче говоря, никому не лезли. И русские, заранее подготовив Конгресс народов Чечении и Дагестана, заключив договор с Басаевым, инсценировали вот эту провокацию, куда должен был прийти Басаев,
И после этого они должны были сказать, что произошел казус белли, то есть Чеченская республика нарушила договор и напала на фашистскую Россию, и из-за этого у русских развязаны руки, и теперь они могут начать войну. Но дело в том, что до того, как Басаев пошел в эту спасательную операцию, русские террористы уже давно пересекали чеченскую границу, расстреляли чеченский пограничный пункт, убили пограничников, заезжали на территорию нашу, обстреливали из тяжелой артиллерии. Это уже договор с русскими у нас такой был. Еще Басаев не пошел никуда, в Дагестан, ничего этого не было. Это все вы можете в интернете легко найти, проверить. И все это туфта, то, что нам русские рассказывают, что Басаев какую-то войну там начал, там спровоцировал русских и так далее. Мне кажется, не надо было этого делать. На мой взгляд, вот, если сейчас, после 30 лет, 25 лет после этого, я так думаю. Но я, во-первых, Аслан Арцуев, а не Шамиль Басаев. И я не нахожусь в 99 году, в 98 году в этой ситуации, в которой находился Шамиль Басаев. И мне сейчас, я уже старше Басаева даже. Я по возрасту старше Басаева получаюсь на тот период. И сейчас мне легко, конечно, рассуждать. Русские начали эту войну, и та специальная операция, которую проводил Шамиль Басаев со своими добровольцами, она не послужила казусом белли, так как не послужила казусом белли повод к войне. Это юридический термин, обозначающий повод к войне. Как не послужило казусом белли нападение на Украину Гиркина и этих террористов, которые пришли. И Гиркин якобы был отставной, отпускник, и все, кто не были с ними, якобы были отпускниками. И это не считается поводом к войне, если доброволец кто-то делает, если государство официально не признает вот этих людей теми, кого она их уполномачивала на эти действия. Басаева, Шамиля, Аслан Масхадов, на тот момент законно избранный президент Аслан Масхадов не уполномачивал. Наоборот, он отказался от этой операции, сказал, что Чеченская республика Ичкерия не имеет к этому отношения. И казусом белли это не послужило. Войной это не стало. Тогда русским срочно нужно было начинать войну против нас, потому что им нужно было посадить, ФСБ нужно было начать войну, чтобы посадить Путина в Кремль и захватить окончательно всю власть в свои руки. И тогда они применили план «Б», так как вот эта операция по заманиванию Басаева в Дагестан не получилась. Басаев провел операцию, освободил заложников, вывел женщин, детей, все было отлично, уничтожили много техники русских оккупантов, русские отступили и заманивали за собой до Махачкалы. И наши могли зайти спокойно в Махачкалу и месяцами там воевать. И дагестанцы поддержали бы местные. Хотя пропаганда рассказывала, что дагестанцы против чеченцев, там туда-сюда. Но этого не произошло. Басаев не попался на эту уловку, выбил коридор, вывел женщин, детей и ушел в Чеченскую республику Ичкерия. И в это время русские не нашли ничего более подходящего, как применить план «Б». План «Б» заключался в взрывах своих домов. Первый дом был взорван в Буйнакске, именно в Дагестане, дом с семьями военнослужащих, дом взрывали ГРУшники, они были задержаны нашими властями ичкерийскими, есть видеосъемка, допрос этих людей. Дагестанские военные показали себя тряпками, конченными, и вообще никем и ничем, без чести, без совести, без какой-либо офицерской доблести. После того, как их женщин, детей взорвали, они спрятали свой язык и ничего не сделали. Абсолютно. Но зато пришли в Чеченскую республику и топили в крови чеченский народ. Самыми жестокими, по словам наших бойцов, были дагестанские вот эти боевики, которые засылались в фашистской России. У нас совершали зверства самыми жестокими и над женщинами, и над детьми, и над пленными.
сразу же убивали, казнили, насиловали, все, что только могли, делали вот эти ублюдки, которых мы поголовно найдем и привлечем к ответственности. Обязательно. Так вот, после дома взрыва в Буйнакске, следующий дом русские террористы из ФСБ и ГРУ взорвали в Москве. 2 дома было взорвано в Москве. Первый дом, чтобы связать его с Басаевым. 2 дома в Москве, чтобы Москва, столица, для того, чтобы как можно больше привлечь внимание, сделать ажиотаж из этого. После этого был взорван дом в Волгодонске. В Волгодонске дом был взорван в 15-16 километрах от Ростовской атомной электростанции. Был подогнан грузовичок с бомбой, с взрывчаткой, и произошел взрыв. Погибло тоже 64, по-моему, человека в этом доме. Затем была попытка подрыва дома в Рязани, и вот тогда нам стали известны истинные исполнители и заказчики этого преступления. Им оказались ФСБшники. 2 мужчин и 1 женщина. Один мужчина очень похож на Гиркина, которого сейчас спрятали. Видимо, тоже сделают, якобы умер, сделают ему пластическую операцию и спрячут его, чтобы дальше свои теракты совершал. Наверное, так это сделают, потому что его всячески уже, и Международный уголовный суд его признал террористом и так далее, и так далее. Поэтому мы не нападали на фашистскую Россию. Фашистская Русня нас по-разному называла. Террористами, бандитами, разбойниками, там, я не знаю, кем только, казнокрадами, кем только, конокрадами, точнее, кем только не называть. Казнокрады они сами. Но никогда нас русские имперцы, фашисты не называли сумасшедшими. Так вот, мы не сумасшедшие нападать на Россию, которая в 100 раз больше нас по численности населения, 90, да, у вас где-то миллионов, как обычно, там ложь про 140, но все равно 90 миллионов и 1 миллион чеченцев, это в 90 раз больше, плюс атомное оружие, плюс агентура внутри нас, плюс надо признать, что террористическая банда ФСБ, она очень опытная, очень подлая, коварная, циничная и способная на любые поступки. И их агентура и среди нашего населения, к сожалению, тоже имелась тогда. Поэтому как-то так, да, вы можете рассказывать какие угодно сказки, что на вас напал Шамиль Басаев, видимо, чтобы захватить вашу Россию, там, покорить вас, там, сотней бойцов он напал, и вы, бедные, так все упали в обморок и так далее. Все это туфта полная, ложь, пропаганда самая настоящая. Россия была империей, Россия спровоцировала эту ситуацию, Россия позволила создать у себя на территории, Дагестан, это Россия была, создать Чабан-Махи и Карамахи, Степашин, директор бывший ФСБ, матерый Гибнюк, военный преступник, враг чеченского народа, который чеченский народ обязательно привлечет к ответственности, разрешил построить в этом Чабан-Махи и Карамахи шариатские деревни, и сказал, и Ельцин сказал, какие хорошие, молодцы, бородачи, они водку не пьют. Видимо, Ельцин завидовал, что его люди водку не пьют. А потом начали стирать с лица земли этот населенный пункт. Населенный пункт даргинцев. И мы пришли на помощь, так как мы дали слово, Басаев дал слово, а мы, чеченцы, держим слово. Всегда, при любых обстоятельствах мы держим слово. И вот мы спасли этих людей. Правильно, неправильно, история рассудит. Но война уже началась, и русские ее начали. Но объявить это поводом у них не получилось. Это тоже факт. Это нужно было на Западе, должны были дать отмашку, сказать, ну да, это казус белли, все, на вас напали и действуйте. Но на Западе этого не поняли, и тогда пришлось взорвать свои дома в Буйнакске, где дагестанские военные показали себя полными чертями и ничтожествами. В Москве, потом 2 в Москве, потом в Волгодонске, атомная электростанция в 16 километрах от взорванного дома от Волгодонска. Она самая большая
атомная электростанция России, расположенная в европейской части. И это было очень страшно для европейцев. И одновременно с этим нагнетают, как вы видите, сейчас украинцы, вы отлично видите, как они это умеют делать. Как они, особенно в начале, сейчас-то мы их перебили, западное средство массовой информации, западная пропаганда перебила российскую пропаганду. Но вначале мы видели там и распятые мальчики, там, ну все, вы все это помните, друзья, как они это умеют, как они нагнетают. Вот точно так же без сопротивления, с нашей почти без сопротивления, потому что наши средства массовой информации, они фактически нейтрализовали, дезориентировали, и на Запад вещалась мощная пропаганда, и здесь на Западе русскоязычные Deutsche Welle, Радио Свобода, BBC, вот эти все вроде бы, это все, которые должны быть стоять на страже демократии и прав человека, а там находилась агентура российская, и вот эти нарративы античеченские шли на протяжении долгого времени. И вот таким вот образом им удалось создать образ чеченцев, которые взрывают мирные дома и так далее. Ну вот в Рязани поймались поличным ФСБшников. И тогда, вот в этой ситуации, великий русский народ засунул свою голову снова в песок так глубоко, что осталась только пятая точка, которой непосредственно до сих пор пользуется Путин с Патрушевым. Вот что стало. Когда убили русских, дагестанцев, всех остальных русским плевать, я даже за это даже не говорю. Дагестанцы даже не рыпнулись, когда их военных, женщин, детей взорвали, когда Чабан-Махи и Карамахи уничтожали, дагестанский народ не встал. Когда взорвали дом с семьями военнослужащих дагестанских, дагестанские военные оказались тряпками, гнилью, ничтожеством и не мужчинами. Потому что они позволили своих коллег, их женщин, детей убить и не вякнуть. А потом, когда в Рязани это произошло, русские витязи показали, что они ничтожество и дерьмо полное. Потому что в Рязани, когда нашли ФСБшников, русские вместо того, чтобы идти на Кремль, пошли чеченцев топить в крови. Понимаете, кто вы? Что у вас за армия? Вы можете себе это представить просто? Вы пошли грабить чеченцев, унитазы у них воровать и топить чеченцев в крови. Но не пошли против тех, кто убил ваших людей в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске. Кто вы после этого? Кто вы? Никто. Никто. У вас нет права быть в нормальном человеческом обществе, мужском обществе и говорить слово. Понимаете? Как-то так делаем. Так, друзья, правду матку мы вам будем рубить, Дион. Всегда на канале Реалити вы услышите правду, только правду и ничего кроме правды. Любые факты проверяются, любые факты мы можем доказать. Каждое мое слово подтверждается документальными фактами. Каждое. Мы русские, мы были, есть и будем. Да кто же против того, чтобы вы были? Баран ты самый настоящий. Извиняюсь, конечно. Не против русских вам говорят, а против вашего вот этого гибни говорят и вашего послушания этому режиму, который вас уничтожает. Как считаешь, правильно ли сделал Шамиль Басаев, напав на Беслан? Друзья, вы постоянно нас пытаетесь оправдываться, заставить. То за Дагестан, то за Беслан. Я вчера об этом Беслане говорил. Много раз до этого рассказывал про Беслан.
И у нас есть что сказать. Абсолютно. Я не одобряю поступок, который сделал Басаев. Именно вот в этом в Беслане. Я называю это актом отчаяния, потому что уже было положение просто критическим у нашего сопротивления, у нас. И произошло вот это событие. Поэтому давайте, друзья, вы будете перед нами извиняться, а не мы будем извиняться. Вы, осетины, будете перед нами, чеченцами, извиняться, а не рассказывать нам про Беслан. Я за Беслан 100 раз уже извинялся и говорил, что это неправильно. Но я не слышал, чтобы осетины извинялись за то, что с осетинских, с Моздока, где пытали, убивали чеченцев, где с Моздока поднимались самолеты и летели бомбить наши города, где осетины заходили на территорию, военные осетины заходили и убивали чеченцев. Я их даже не делил никогда. Вы для меня все россияне. Но вы почему-то нам рассказываете там, про Беслан, вам про Буденновск вам рассказать, про там, взрывы домов вам рассказать, про Дагестан вам рассказать. Друзья, это все были ответные акции. Школа в Беслане это 226-я. 226-я школа. 225 школ русские и осетины вместе с русскими уничтожили в Чеченской республике Ичкерия, когда убили 42 тысячи детей. Вы можете это понять? В Бесланской школе погибло 186 детей. Кстати говоря, в этой Бесланской школе пытали ингушей во время вот этого в 92 году пригородного вот этого геноцида ингушей, когда происходил. Вот в этой школе. И туда пришли те люди, которые знали, что их там, их родственников, их знакомых там пытали. И все они погибли. И спросите матери Беслана, есть такая организация матери Беслана, которые выходят с майкой «Путин, палач Беслана». Давайте мы не будем каждый раз оправдываться за то, что вы нас уничтожали, а мы, видите ли, огрызнулись и укусили кого-то за ногу, там, я не знаю, за ботинок, потому что уже окровавленные лежали в крови. Притом, при всем при том, ни один чеченец, ни один ингуш, который находился в этой школе, не убил ни одного ребенка. Не притронулся ни к одному ребенку. Это сделали русские. Те самые русские осетины, которые вот сюда на шею посадили у нас на Кавказе и бегали перед ними, нас всех истребляли и уничтожали. Вот что, какую благодарность вам была от русских. Как она сейчас украинцам достается, эта благодарность, которые также помогали этим русским. Вот какая благодарность от них бывает. Ладно, давайте дальше идем. Каждый раз вам это... Почему вы не извиняетесь? Вы видели какого-нибудь блогера российского, русского, который кается, извиняется, что да, чеченцы, мы уничтожили 30% вашего населения. Мы виноваты, простите. Вот этот преступник там Буданов, Шаманов, Путин, Патрушев, мы их всех накажем и за шкирку приведем в чеченский суд. Где эти русские? Нету этих русских. Потому что вы все молчали и одабривали это все. Сейчас вернулось все. Вернулось и вернется. Знаете, что говорил Джохар? В каждый русский дом войдет красный петух войны. Пожар войдет в каждый русский дом. Как он вошел в чеченские дома. Как он вошел в грузинские, сирийские, сейчас украинские. В каждый ваш дом это войдет, он вам говорил. И войдет. Рано или поздно войдет. В Белгород уже вошло, в Курск уже пришло и дальше будет приходить. Пока вы не осознаете, что вы несете зло своим империализмом, абсолютно непонятным, абсолютно беспочвенным империализмом. Понимаете? Вы не имперцы, вы свое все дворянство вырезали. У вас страна из холопов, вот советский коммунизм из холопов, у вас нет дворян, вам неоткуда их взять. Понимаете? Все, кто расстреливал тех дворян в 19 году, в 18 году, эти КГБшники, они были врагами этих дворян, которые их отцы, деды нынешних КГБшников были врагами, а теперь решили они стать дворянами. Не вас, вы также холопы, как были при царе холопами. И сейчас при Путине вас хотят сделать холопами. Они не хотят делать из вас дворян. Но вам рассказывают про империю, потому что вы нужны как мясо.
Вы только как пушечное мясо, которое используют. Ну когда вы это поймете в конце концов? Есть ли какие-нибудь братства среди осетин и чеченцев? Просто у осетин есть фамилия Дудаев. И у чеченцев тоже. Наверное, есть. Смотри, осетин, Арчи Лайф. Мы кавказцы. Несмотря на и дагестанцы, все, и сейчас Дагестан форпост России на Кавказе. Сейчас самое большее воюют, служат дагестанцы. Большие потери у дагестанцев. Есть и общение есть, и смешанные браки есть, то есть родство и с дагестанцами, с осетинами. У ингушей с осетинами огромное много количество смешанных браков, родство есть. Все это имеется, все это и есть. Это вообще даже не обсуждается. Дело не в этом, дело в империи, которую мы должны прогнать. Мы сами пробовали, а вы все помогали им, чтобы она не уходила. А теперь вам нужно собраться всем и помочь. Понимаете? Помочь освободиться от империи всему Кавказу. Только так мы сможем избежать вот этой могилизации, которую отправляют. А там украинцы сидят, только так щелкают. Приходите, приходите. У них, почему у украинцев земля такая черноземная? Да потому что они всегда щелкали, кто к ним приходил туда. И оставляли. Хорошая почва через какое-то время вырастает. Вот так вот, Дион. Поэтому давайте объединяться, давайте жить. Только без вот этой гибни, фашни, вот этих связей с этими КГБ, ГРУ, ФСБ. Вот это дерьмо полностью отсекаем, это преступники. И строим, созидаем единое кавказское пространство. Мы только за, чеченцы. Чеченцы только за. Но от гибни нужно избавиться. Напрочь. Напрочь. Никакого запаха не должно быть. Вот Армения уже уходит от России. Да, Армения уже уходит. И знаете, я очень предвзято относился к Армении, и у меня до сих пор есть очень серьезные претензии к армянскому народу, который также был форпостом, который был, не знаю, самым коварным форпостом России на Кавказе. Но сейчас их выбор. Я считаю, что есть у нас точки соприкосновения, и в любом случае нам придется с армянами существовать. И много чего у нас есть с армянами, и в том числе и по нашей истории вопросов, и много других интересных, взаимоважных для друга вещей, которые мы будем развивать. Да, Армения идет в правильном направлении, я надеюсь, она зачистит до конца вот эту всю вот эту имперскую вот эту ерунду. Армения, Грузия — это Кавказ. В том-то и дело, Артем, что Армения всегда говорила, что они за Кавказье. Мне лично армян мне писал, говорил, никакие мы не кавказцы, мы за Кавказье, не хватало нам еще Кавказом быть, нам говорил. Ну, писал он мне, не с акцентом, это я так уже, с грузинским акцентом говорю от имени армянина. Поэтому вот в чем проблема, друзья. Вот вы себя, как себя все это время преподносили. Ну, если есть много армянской диаспоры во Франции, в Америке, в Европе, ну, они погоду не делали. Погоду делали пророссийские, вот эти все. Давайте избавляться, давайте созидать, давайте вместе. Мы избавляемся от кадыровщины, вы избавляетесь от этой пророссийщины. И все. Только за, со всеми только за. И с русскими тоже. Нету к вам, русские, никаких, именно потому что вы русские. У меня вот люди, у меня подписчики, кто мне общается, кто меня поддерживает. Русские, с Украины русские. И с России русские есть. Я просто эти вещи не хочу обсуждать, чтобы вы там терроры мне устроили. Но на самом деле нету проблем. Есть проблемы с имперцами. А вы, русские, большинство больны этим империализмом. А кто не болен, тот сидит в стороночке. Потому что если ты не имперец, то ты предатель русских. Вот у русских это так. Если ты не за империю великую, то ты предатель. Вот давайте избавляйтесь от империализма. И все, никаких вопросов. Потому что империализм для нас это угроза физического уничтожения.
И не это не оборот речи, не громкие слова, это факт. Мы выживаем сейчас. Вы только что 30% нас уничтожили. Только что. И ваших русских, наших русских тоже. Сейчас вы их уничтожаете, уже других людей, уничтожаете в Украине. И русских тоже. Вы пошли спасать русских в Украину. Так вы все, Донецк, Луганск, всех мужчин собрали. Первые дни положили их. Просто нету этих людей. Все, вы их уничтожили. Вы так русских спасли. Их украинцы за 8 лет там ничего с ними не сделали. За 8 лет боевых соприкосновения, противостояния не было. То, что вы сделали за первый месяц, 2, 3, полгода. Вы так русских спасают? Русские, это вас так они спасают? И если я вам это говорю, я вам враг, что я вам раскрываю эту болезненную правду. А они вам друзья, они ваши хозяева, цари, ваши душеприказчики, кто они у вас там? Странно, конечно. Ну, одно и то же вы мне тут пишете, друзья. 2000 нас. 1981 смотрят. Вы повторяете одни и те же вопросы и сбиваете просто все, что происходит. А вы в Беслане так чеченцев и русских спасли. Владимир, ну, конечно, ты чуть-чуть опять, конечно, немножко лоханулся, но мы в Беслане не спасали русских. Там осетинские дети, осетинские люди были вообще-то. Это вы, русские, их там уничтожили. И женщин, детей, всех подряд. Мы говорили просто, нас не убивайте в Беслане. Не убивайте, пожалуйста, перестаньте нас убивать, мы говорили. Только и всего. Только лишь всего и всего. Так, мы убийцы, говорит. А что, куда дел? Зачем убрал-то? Самый интересный пост это был. Как считаешь, правильно ли грузины после 2000 году в Цхинвале? Я считаю, что грузины на своей земле должны восстановить свою территориальную целостность и порядок. Это раз. Во-вторых, это все было спровоцировано фашистской Россией. И все. Фашистская Россия не должна быть на территории Кавказа вообще. Понимаете? Вообще нету места им здесь. Да? Добрый вечер. Как вы думаете, начнется Третья мировая война? Да, я думаю, добрый вечер. Она уже идет. Она идет. натовские войска уже официально вошли на территорию Украины. Я очень надеюсь, что Калининград, меня волнует Калининград, будет у Фашни забран. И я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Конечно, можно, аристократ, задавай. Абхазия, Южная Осетия, это Грузия, говорит Архилаев. Архилаев, ты же осетин. Да, значит, ты меня просто спрашиваешь. Я думал, ты меня с подвохом спрашиваешь. Да, конечно, да. Абхазия, это другой вопрос. Южная Осетия, территория Грузии. Абхазия, вопрос нужно решать с абхазским народом. Но дело в том, что абхазский народ, который боролся якобы за независимость, в конце концов боролся не независимость. Он боролся за то, чтобы стать частью криминальной России.
Вот чего он добился. Поэтому, если он не смог, несостоявшаяся республика, она должна стать снова частью Грузии, и они должны найти общий язык, жить цивилизованно и развиваться. И это прекраснейшие места, это Абхазия, Кавказ, это самые красивейшие места. Мы должны жить открыто, без границ. Поэтому абхазам нужно сделать выбор в сторону цивилизованных людей, цивилизации, и оставить эту фашню, и забыть, что они строили республику, потому что они не построили республику. А нужно признать, при всем уважении к абхазам, они не построили республику. Они сделали только криминальное вот это какое-то окно для того, чтобы машины растамаживать, оружие, наркотики, вот это все. И там криминал просто. Ничего туда русские не вкладывают, потому что русские знают, что они оттуда уйдут. Ничего не вкладывают. Это нужно абхазам? Не нужно. Сделали искусственно между двумя братскими народами, кавказскими народами, разожгли волну, уничтожали людей с обеих сторон, ненависть вогнали и вот разделили. Это нужно исправить. Это нужно исправить. Абхазия должна вернуться в нормальную кавказскую семью. Оставить эту фашню российскую. Так, что у нас тут по времени? Мы 2 часа 5 минут уже в эфире, друзья. Все, надо закругляться. Надо закругляться. Так. Значит, 90-е осетины и абхазы воевали просто так. Ну а за что воевали абхазы? Ну, осетины в 90-е против ингушей воевали. Это северные, ну и кударцы тоже приезжали, там творили вот это все. Абхазы то же самое. Поэтому, не знаю, просто так или нет, нужно заканчивать, и нам нужно жить нормально, короче говоря. Без этой фашистской России. Мы, кавказцы, всегда найдем. Скажите, сколько войн мы вели между собой, кавказцы, без участия России, которая не провоцировала, не стравливала. Ни одной я не помню. Вот мы, чеченцы, ни с кем не воевали. На Кавказе ни с кем мы не воевали. Стычки были, ссоры были, обиды были какие-то. Все решалось, все заглаживалось. Быстро старики и ваши, и наши там наверху решалось, и все решался вопрос. О чем мы вообще говорим? Русня уйдет, мы будем жить в мире и созидать, как Европа живет, в мире и созидает. Вот так мы будем. У нас будет Кавказский союз, Кавказский дом. Аса, я много раз слышал, что ты за Израиль. Скажи, это так? Я за справедливость. Понимаешь? Если Израиль прав, то я за Израиль. Если прав ты, я за тебя. Понимаешь? Зайти и убить 1200 еврейских детей, а потом сказать, что их можно убивать, это геноцид, это фашизм. Сейчас бомбят, плохо, блокада, голод, холод, все, тяжелейшая ситуация сейчас в секторе Газа. Тяжелейшая. И я ни в коем случае не одобряю это. Но если мы осуждаем, давайте будем осуждать одинаково. Если можно убить еврейского ребенка и женщину, а нельзя убивать еврейского, арабского ребенка или женщину, то у вас двойные стандарты как минимум. А вообще это называется фашизм. Это называется сатанизм. Самый настоящий. Все нации, все женщины и все дети имеют право на жизнь. И вот если убили эти 1200 еврейских женщин, детей, стариков и безоружных мужчин, в том числе, более 200 взяли в заложники и загнали, и сейчас некоторые уже убили, тогда давайте, если мы осуждаем убийство палестинских арабов, то давайте мы будем осуждать и убийство евреев. Давайте исходить, кто первый начал, кто первый напал. Давайте в этом разбираться. А не так, что российская пропаганда нам сказала, что российско-иранская ЧВК Хамас
правы, и мы все должны поддержать Хамас. Я не буду поддерживать террористов, ублюдков, которые убивают невинных людей. Я не буду их поддерживать. Да, я против того, чтобы сейчас голодали, погибали палестинцы. Но при всем при этом, если мы говорим, чтобы Цахал перестал наносить удары, мы одновременно должны говорить, чтобы арабы признали Израиль и дали этим евреям жить свободно и 100 лет, чтобы они за своих женщин, детей не боялись. Понимаете? Вот как это должно быть. А не так, что вот за то, что нам российская пропаганда сказала, что евреи плохие, мы будем евреев убивать, и это нормально. А вот там российская пропаганда сказала, что этих убивать нельзя, это ненормально. Нет. Вот за что я говорю. Понимаете? И в отличие от арабов Палестины, а я чеченец, который пережил геноцид, и находится моя страна в оккупации, каждый день мой народ отправляется на войну. Почему-то ни один, который сейчас так печется о палестинцах, а все остальные, не печется о чеченцах, которые отправляют на войну. На войну, с которой они не возвращаются, погибают многие. Становятся калеками, потом будут еще преступниками, их преследовать. Почему-то об этом никто не говорит. А мне ближе всего чеченский народ и чеченская проблема, понимаете? Потому что о всех проблемах, об арабских, об еврейских, о других, все говорят, об украинских. А вот про чеченскую никто не говорит. Понимаете? Поэтому мне важно, чтобы чеченцев не отсылали. И меня удивляют чеченцы, которые мне рассказывают, вот там что-то нужно делать. Нужно делать в Чечне, на Кавказе нужно что-то делать. Там у себя разбираться. А не там, что мы будем поддерживать каких-то ублюдков, террористов, которые убили женщин, детей. За 25 лет войны, за 30 лет войны, чеченцы, не говоря уже о раньше истории, не убили женщин, детей и стариков. Когда захватывали школу в Беслане, мы требовали не убивать наших детей. О чем требовали хамасовские террористы? Ничем. Их женщин, детей, евреи убивали, они их бомбили, они им деньги давали, они их замасливали, задабривали деньгами. Понимаете? А на 7 октября, день рождения Путину отвлечь внимание от Украины, нужно было разжечь мировой исламский пожар войны, чтобы во всем мире поднялись. А мы что, дураки, что ли? Мы что, даем себя так легко использовать? Просто за то, что кому-то это нужно. Извините, дураков нет, уже давно нет, хватит. Видели, видим. Понимаете? Вот в чем вопрос стоит. Да? За Израиль, ты за Израиль, не за Израиль. Израиль прав в этой войне. Да, сейчас он наносит удары неизбирательно, может быть, я не знаю, потому что арабы врут так, как русские даже могут не врать. Понимаете? Как русские врут, мы все знаем. А как врут арабы, так никто не врет, наверное, как арабы. Ну, может, пальму первенства у русских арабы не отберут все равно. Все-таки я верю, что русские самые лживые имперцы. А арабские имперцы, а это то же самое. Арабская империя против того, что было государство Израиль. 1000 лет евреи там жили, а вот арабы не хотят, чтобы они там жили. Есть Чеченская республика Ичкерия, 1000 лет чеченцы там жили, а есть Русская империя. Они говорят, вот извините, это наша земля. Понимаете, вот мы хотим здесь, у нас здесь какой-то бич сдох когда-то, но теперь это наша земля. С оружием в руках они крепостного своего отправили к нам на Кавказ, мы его подстрелили, и теперь вот его там кровь протекла, все, там русский воин кровь проливал. У себя на России его деревнями на собак меняют, а как только он в Чечне оказывается, его убивают, все русские становятся святыми, и эта земля их становится. Просто невероятно. Вот как я подхожу к этому вопросу. За все это время, вот в моей деятельности, вообще в других местах, я находил евреев, помощников. Евреев, которые переживали за нас, которые нам помогали.
Что-то я вот этих русских братьев-палестинцев арабских никогда не видел помогающим чеченцам. Почему бы это, а? Вроде братья-мусульмане. Что, с чем это связано? Интересно, да? Привет из Ирпеня. Привет. Привет, Ирпень. Ты сам еврей, говорит. Нет, я не еврей. Я чистокровный чеченец. Так. Ну, какие фантазии. Смотрите, вот это братья-мусульмане про собаки, там, извращенские вещи у них. Потом еще, это братья-мусульмане такие, зашли такие. Какие же вы черти, Дион, какие же вы черти, самые настоящие. Вообще, я удивляюсь, будучи россиянином и мусульманином, как это у вас сочетается? Ваш Путин обещал воевать с Аллахом, а вы сейчас служите. Как-то я не понимаю, как вы можете быть одновременно мусульманами и называть себя в душе быть, ладно, насильно, там, вынужденно, я понимаю, добровольно быть россиянами. Это несопоставимые вещи. У россиян есть, вот у КГБшников, вот у империи, есть еще со времен Ленина своя новая религия. Это вот у них вот Ленин, у них Бог, они ему поклоняются, он до сих пор же не зря его не убирают. Вот КГБшники, чекисты, вот у них своя система. И как ваш ислам сочетается с этим сатанизмом, я не могу понять. Как это у вас в голове? А? Вы чурки, вы черномордые, там, чернозадые, все остальные. И плюс еще ко всему, ваш ислам сочетается как-то с этой ГГБшной версией ислама, которая сочетается с их ленинскими установками. Невероятно просто. Срочно вам нужно избавляться от фашистской России. Так, Дион. Это самое интересное, когда россиянцы мне рассказывают про мой ислам. Что вы сделали, когда чеченский народ в крови топили? Объясните мне, братья мусульмане, ваш палестинский главарь Халид Машаль приехал и сказал, был геноцид. Сейчас был геноцид евреев, а тогда был геноцид чеченцев. И когда приехал Халид Машаль, ему говорят журналисты, как вот ваши братья-мусульмане, а у них название, вы знаете, Хамас, это аббревиатура братья-мусульмане. Есть еще исламский джихад у них, потом еще партия Аллаха у них есть, еще какие-то иранские, вот эти ливанские, ливийские, там разные, там вот этот бред их террористический, не разберешь. Он сказал, что вот этот Халид Машаль, только-только избранный в 2005 или в 2006 году, приехал в Москву сразу за инструкциями, видимо, за деньгами к хозяевам. И ему говорят, что вы там про Чеченскую республику. А Чечня утопает в крови, захлебывается Чечня в крови. Понимаете? Весь мир наблюдает и выражает озабоченность. Ой, боже мой, как жалко чеченов, ах, убивают их. И тут братья-мусульмане, джихадисты, каратисты, там, воины Аллаха приезжают, им говорят, что это внутреннее дело России, говорит Халид Машаль. Внутреннее дело России. Так вот, я говорю внутреннее дело, что это территория Израиля. Вся территория Израиля. Я говорю о том, что это внутреннее дело. Но при всем при этом я говорю, если нужно, критикуйте Израиль. Цахал критикуйте. Любую армию нужно критиковать. Любое нарушение международного права нужно критиковать. Критикуйте. Но вот когда вы критикуете Цахал, Израиль, дайте им право иметь свое государство, и осудите вот эти 1200 акт геноцида только лишь за то, что они евреи их убили. Их убили только лишь за то, что они евреи. А ваши ублюдки Хамас спрятались в подвалах, женщин, детей наверху оставили, себе катакомбы настроили подвал и сидят там. Как-то выкуривать оттуда же нужно, как-то их побеждать нужно. Поэтому если принимать меры, если принимать какие-то меры, то нужно их принимать обоюдно, с обеих сторон.
Потому что у каждого есть право на этой земле. И если мы справедливые люди, а я справедливый человек, и я за Израиль не за то, что он Израиль, а за то, что он прав. Понимаете? Вот мое мнение, да. Я понимаю, что вы все тут возбуждаетесь, вам это нужно, эта тема, вам все угодно, только об Украине я не говорил, и о временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Вот что вам нужно. Вы переключаете меня. Но я не скрываю своей позиции, моя позиция проста, пряма, открыта. И будет такой, да мукла, да мукла. Валлахи дать, я валлахи иду, хо-хо вообще кучу вен, я дубош, я дук кучу дать, тавалон, тавалан, чук боли, я дукар, валлахи я дукар, я дук, шузан далойчат, от ашхелер, идук я. Собер шуац, асвек дудеус, грачовик, эллек богон, и та илаш кучу дать. Давайте дальше, друзья. Еще час до того, как я смогу покушать, разговиться. Поэтому, друзья, я думаю, я еще с вами посижу немножечко. Сколько мы? Час 140 минут в эфире. Сколько нас смотрит? 1700 смотрит. Что-то вас мало, друзья, сегодня. 1700 всего лишь. Так, Израиль, ведь оккупант. Хасан, да, в определенной степени, с юридической, международной точки зрения, можно признать и таким или квалифицировать некоторые действия Израиля, рассматривать как оккупацию части территории, которую им, в соответствии с международным правом, не полагается. Я это тоже много раз говорил. Это правда. Но это так запутано все, поэтому я не хочу лезть в этот разговор. И меня интересует, убивают женщин, детей. Вот в этом месте я должен сказать свою позицию. Я правозащитник, я не могу осуждать, молчать, когда убивают людей. Если убивают других, тоже я должен сказать. А вот эти внутренние, там земля, тут земля, споры, третье, десятое, да, в этом Израиль не прав. Но давай дальше еще смотреть. Да, вы же все знаете эту историю. Закончилось, был халифат, да, и османский халифат, так называемый, это турецкая империя была, Османская империя. Исламу, ислам там исповедовалась религия, но это не был никаким халифатом. Это была просто турецкая империя, преобладающим мусульманским населением. Ее при помощи арабов, проживающих в Палестине, а Палестина это была территория тогда принадлежащая туркам, османам, захваченная ими, при помощи арабов англичане смогли одолеть вот эту Османскую империю. И Османская империя под тяжестью своих грехов, своего разврата, денег, всего этого, там, исламу там вообще, там, когда султан назначался какой-то из сыновей, все остальные сыновья, дочери убивались. Так, на минутку. Наверное, это такая мусульманская, халифская традиция, наверное, была. Что-то я в истории не помню такого, но вот у турков это было. И не только у турков это было. И арабы вместе с англичанами помогли победить вот эту турецкую империю. И арабы рассчитывали, что они там теперь будут самыми главными, что они воссоздадут свою арабскую империю. Но там находились евреи, их было немного, евреи по всему миру разошлись, но там жили евреи. Все 1000 лет там постоянно находились какая-то часть евреев. И мы знаем из Корана, из Библии, из Торы, из всех учений евангелийских и других, что евреи там жили. Это отрицать, может только сумасшедший. В Коране про это написано. Много чего там написано. И евреи сказали, мы тоже хотим свое государство. Они начали созывать евреев со всего мира. Говорить, возвращайтесь, нам нужно создавать свое государство. 2000 лет евреи каждый Новый год праздновали, поднимали тосты, говорили, что следующий Новый год мы будем отмечать в Израиле. 2000 лет люди шли к этому, понимаете? Это их культура, это их менталитет. От этого они никуда не денутся.
И Израиль будет 1000 лет на этом Израиле существовать. Вы понимаете это? Вы эти вещи, простые вещи, должны понять для начала. А потом уже исходить из каких-то сегодняшних реалий. И вот когда евреи, спасибо за подарки, когда евреи захотели свое государство, англичане сказали: хорошо, делим пополам, будет арабская часть и еврейская часть. Согласны? Согласны. Евреи согласились, радовались. Арабы сказали: нет. Арабы сказали: никогда мы не позволим появиться еврейскому государству. То есть, когда они жили под турками, их все устраивало. Когда они жили с евреями под турками в одном государстве, и эти евреи их устраивали. А как только евреи захотели иметь свое «я», вот в этот момент арабов это не устроило. Евреи сказали, а это, кстати говоря, сионизм, тот самый сионизм, там, туда-сюда, это не что иное, как собирание всех евреев на своей горе Сион, на своей земле еврейской, израильской земле. Как наша чеченская, это их земля, 1000 лет. И вот они начали, евреи создали свое государство. В 1947 году им разрешили построить государство, Организация Объединенных Наций, арабское и еврейское. В 1948 году они построили свое государство, и на второй день, как только они объявили о своем государственном суверенитете, на них напали 7, по-моему, или 6 арабских стран. И вот они отразили эту атаку. Ни американцы им тогда не помогли, ни другие там, да, помогали в определенной степени, но не так сильно, как хотелось бы. И вот из-за этого начался сыр-бор. Там нету никакой религиозной подоплеки, нету никакого там джихада религиозного. Там есть арабская империя, не дает еврейскому народу создать на своей исконной земле, как русские не дают создать нам, чеченцам, не дают им создать свою землю. Евреи нашли хороших союзников в лице американцев, которые, кстати говоря, американцы, когда Гитлер преследовал евреев, выгнали всех евреев, которые на корабле, на пароме пришли туда, к их земле, к Америке. И могли бы обидеться евреи, сказать: да пошли вы к черту, вы там наш там корабль отправили, там многих потом в тюрьму сгноили, расстреляли, там много чего было, очень ужасного было. Евреи были сейчас как чеченцы, никому не нужные, везде, каждый считал долгом их пнуть, обозвать там, где-то ущемить. Любой царь, любой король там или какой-нибудь глава приходил, и всегда нужен внешний враг. И всегда делалось удобно, евреи делали врагом. Удобно. Слабые, государства нет, ничего нет, плюс бабки есть. Не знаю, Богом избраны или нет евреи, потому что все люди, я считаю, на земле избраны Богом. Но то, что бабки они умеют зарабатывать, как Богом избранные, этого у них не отберешь. Очень хорошо раскулачивать богатеньких, ведь правильно? Не будешь же ты там цыган раскулачивать, потому что они бедные. Лучше же раскулачивать, если ты врага делать, то богатенького, слабого в военном плане, но в финансовом плане сильного. Удобно ведь, да? Вот такая вот ситуация была. Поэтому нужно быть... Спасибо, Туртхарто, или не могу... Туртахархо. Туртахархо. Туртухархо. Туртухархо. Ничего не кидал. Ты. Вот такие вот, друзья, дела. Вот такие вот, друзья, дела. Ва алейкум ассалам. Что вы думаете о калмыке или русских немцах? Александр Вова, я думаю о всех только хорошо, Вова. Калмыков очень хорошо, очень уважаю. Русских немцев, если такие существуют, они здесь в Германии у нас есть, я делю на несколько типов. Есть прорусские, пророссийские, которые чаще всего делают справки, что они русские немцы, как в Израиле уезжают, что делают справки, что они евреи. Точно так же сюда, в Германию, приезжали.
и в том числе и агентура, и просто, чтобы там кто-то там туда-сюда. Поэтому есть нормальные люди, которые... И знаете, что я заметил у русских немцев, казахских немцев, скажем так? Они всегда с такой теплотой и с любовью говорят о казахах, что мне иногда хочется поехать и жить в Казахстан, когда ты их слушаешь, с ними разговариваешь. Обычно, ну, и ссоры бывают, и конфликты бывают, да, 100% они у них тоже были. Ну, как, и школа, там, институт, там, третье, десятое, все бывает. И обычно, если тебя кто-то другой национальность обижает, ты на всю нацию начинаешь здесь гнать. А нет, у этих людей нет. При всем при этом с такой теплотой и любовью о казахах отзываться, я только от немцев слышал. Вот от этих. Да, все разные, не спорю. Я отношусь, хочу коротко сказать, я очень хорошо отношусь ко всем. И к русским, и к немцам, и ко всем, кроме имперцев, которые отказывают нам в праве жить по своим правилам, по своим законам. Я бы там не жила там. Денис, ну, я говорю о минутной своей мысли. Все немцы жили очень хорошо в Казахстане. Ну, поэтому, наверное, хорошо и отзываются. Там зимой холодно, летом жарко. Да, погода там не ахти, конечно. Американцы не имперцы? Нет, конечно. Нет, конечно. Американцы какие имперцы? Знаешь, что сказал мой друг Гарри Табах по поводу вот имперского, американского? Он говорит, единственная земля, которую захватывают американцы, когда сражаются, это та, на которой похоронены их солдаты, освобождая эти земли. Если бы не американцы, вот эта тирания, англичане, американцы, вот эта тирания уже захлестнула бы весь мир. Казахстан наша родина, говорит Адель. Супер. Истина мира. Как ты относишься к ЛГБТ? Я к тебе никак не отношусь, истина мира. Вообще к тебе не отношусь никак. Зачем тебя это волнует, этот вопрос? Не понимаю. Как ты думаешь, все чеченцы поддерживают Кадырова в Чечне? Нет, все чеченцы не поддерживают чеченцев. Никогда, ни в коем случае. Вроде надо любить и строить, а не за границей проявлять патриотизм. Хорошо, договорились. А с своего сан ты все правильно говоришь. Спасибо, демократ, Баркал. Так. Опять красивый мужчина. Да, я такой, спасибо. Говорил я про Азербайджан, про Армению. Вы можете вначале посмотреть. В этом же стриме говорил. Я хочу от тебя дочь, что? Извините, вы не по адресу. Салам алейкум. Алейкум салам. Так, давайте Черкасова послушаем. Все понятно про него. Проплаченный агент Америки, говорит. Да, он даже не скрывает. Посмотрите на его флаг, как его братки-террористы по подвалам прятались. Так это сидит и флаги точно так же вешали. Ну, террорист. Да, кстати говоря. Я такой, да. Да. Террорюга. Пошли подальше, был аристократу. Ну, зачем же, если он говорит, что я террорист, это же... услышать от имперца, фашиста, это же комплимент. Да. Он
он просто зарабатывает деньги на лайках, говорит. С учетом того, что нас смотрело больше 3000 человек, из 69 только лайков, потому что в основном все находятся в России, и мои стримы лайкать все боятся, на лайках я зарабатываю немного, я тебе скажу. И вообще, расскажи, как можно заработать на лайках? Что-то я первый раз это слышу, что на лайках зарабатывают. Как вы думаете, чем закончится война между Украиной и Россией? Агрессия фашистской России против Украины завершится полным поражением фашистской России и полной капитуляцией фашистской России. Чуту лайкш по аристократу. Чугай е лайкш дён. Удуаш да. Брат, Дизель. Я же и не лайкаю тебя не потому что ты шайтан. Ви, Людмила. Людмила, откуда у вас такой лексикон? Шайтан. Что вы такое говорите? Как может человеком называть шайтан? Да? Вы, наверное, из этих холопов, наверное, да? Спасибо, Skydive. Спасибо. Так. Аслан, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, Тимур. Ва алейкум ассалам. Тагир, ва алейкум салам. Дику дал бухастам. Все хорошо. Так. Рендезук. Спроси свою супругу, хорошо? Она тебе расскажет много чего интересного обо мне. Так. Маро дарятан. Марахса децерса ду марах. Дари Богу амелду. Аж дестен ридуи, по-ам дастас ду. О, даст критас аса цах дисан. С праздником. Всех причастных с праздником Рамадан поздравляю, друзья. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Это же насколько нужно быть... Ой, так гениально ты выразился. Национальность разделяет людей. Как ты к этому относишься? К чему? Национальности? Хорошо, к национальности отношусь. Так, друзья, я, наверное, закончу наш стрим сегодняшний. Сколько мы в эфире? Уже час 157 минут. Это получается час 37. Очень долго. Сегодня, конечно, мы побили все рекорды. Ну, у меня пост, Рамадан. И я с вами хорошо провел время. Было очень интересно, очень весело. Много к нам заходит разных чувачков. Друзья, я вас призываю всех подписаться на мой канал, распространять ссылку на наш стрим. Очень много полезного вы найдете на нашем канале, как в разделе сообщества, так и в плейлисте. И разные другие у нас на канале есть очень интересные программы, темы, стримы я буду проводить теперь каждый день. Буду стараться каждый день проводить. Сегодня, я вам напоминаю, 8 часов, то есть через 2 часа 10 минут, грубо говоря, по берлинскому времени. 8 часов по берлинскому, 9 по городу Джохару. У нас состоится прямой эфир на платформе Telegram Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной власти чеченского народа, представителя в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой и других. Поэтому вопросы вы сможете задавать здесь, прямо в прямом эфире в YouTube, я их буду зачитывать. И также зайти в телеграм-канал, и там уже непосредственно сами уже задавать вопросы Аяду Идигову или кому-либо еще. Так что, если что, друзья, будет сегодня анонс, как раз мне уже нужно готовиться к следующему нашему этому платформе открытого диалога. И на этом я с вами попрощаюсь. Всего самого хорошего. Друзья,
Давайте все вместе. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Аллаху Акбар! Адикер маш ойл. Везде халяльс. Рамаданом вас всем, мусульмане. Адикер маш ойл. До свидания, друзья.